здоровом теле здоровый дух. Mens sana in corpore sano. То есть быть довольным собой через один из факторов, через свое тело. Да. Очень важно. Я нигде не встретил самый главный симптом, который уходит, когда ты перестаешь есть сахар. Многим людям реально лень заморачиваться и понимать, сколько и чего они едят, а тем более вести дневник калорий. А на ужин возьми-ка съешь там 4 НТХ. Ты нормальное чувство голода приносишь или нет? А стоит ли мне пользоваться услугами нутриционистов? То я не хороший парень, я лох. Вот и все. Я жертва. Буквально физически нам больно купить, там, условно говоря, сразу там 3 килограмма грудки, но мы легко там 3-5 косарей отдаем в кафешке, Да. и вообще не понимая, что мы съели. Ты же в бензобак хорошего автомобиля не заливаешь там ослиную мочу с 92-м. Ты заливаешь премиальный бензин и не жалеешь хороших денег на это. Здоровые люди, здоровая популяция дают здоровое потомство. Ну, после школы что? У меня был выбор поступать либо на ИСТФАК, либо на юрфак, потому что мне это давалось Одевай легко. наушники, немножко привыкай к ним. Да, мне это давалось легко. Не готовился, и там пошел на бюджет, но Ярослава Мудрого был такой очень котируемый вуз в стране. Это где на ЖД вокзале было, да? На Павленко, да, был Крымский факультет, а в Харькове была академия, вернее, тогда он назывался уже университет. Мои одноклассницы там просто учились. Я с позиции уже прожитых лет, я уже не учусь 11 лет на вышке, могу сказать, что это реально очень крутое было высшее учебное заведение, и в Крыму был очень сильный факультет, даже местами покруче, чем сам Харьков. Да. Здесь нужно было найти способ заплатить за оценку. Вот Да, прям если понимаю. хочешь, вот прям нужно такое поднять, чтобы это сделать. И я когда приехал в Харьков учиться уже на магистратуру, я удивился, насколько высокий уровень по сравнению с отличниками из Харькова. Крымские и полтавские факультеты очень отличались в большую сторону. То есть ребята, кто учился есть на хорошо, там легко стали отличниками, закончили магистратуру с отличием. Как, собственно, и я тоже закончил с отличием юридическое образование бакалавра и магистра. Своему вузу я благодарен, я сейчас не работаю по профессии. Ты и универ с отличием. Да, у меня, Слушай, а у тебя комплекс? у меня 3 красных диплома. Блин, подожди. Третья тренерская, уже полученная вдогонку. Ты мне сейчас сломал всю линию нашего разговора, и мне придется сейчас перестраивать. Я могу отыгрывать тупого качка. Я понял. Принимается. Вот. Закончил когда учебу, я успел проработать юристом, но изначально я планировал там в спецслужбы пойти, но там не складывалось. Потом еще переход в Россию, потом еще... Не доверяли бороде твоей? Да, национальный вопрос. Ну, это я сейчас не как жалуюсь, это правда. Я понимаю, есть, да. я понимаю, да. Я вообще терпеть не могу, когда говорят, там, это потому что я черный и так далее. Это все, конечно, глупости. Да. Нужно брать ответственность на себя и искать возможности, а не говорить об оправданиях. Но факт в том, что реально туда так просто не попадешь. Ну, ни при Украине, ни при России. Слушай, это факт. Это факт, есть. да, есть. Что об этом говорить? Да, и Ну, может, кстати, и хорошо, что ты вот, я к этому людей сейчас вел. исправляешь. Я к этому вел, что оно как-то не складывалось, вот хоть убей. А потом проходит время, я бросаю уже работу цивилиста, юриста там на предприятии, и хобби, которым я зарабатывал на жизнь, потому что зарплата юриста маленькая. Тем более 14-15 год начал работать, при России там 20 тысяч получал, ну, как бы, благо, что жил с родителями, но все равно денег мало. А подрабатывал тренером. И я через 1,5 года вдруг ловлю себя на мысли, что я 5 дней в неделю как бы ненавижу свою жизнь. Да. Хотя получалось хорошо, но ненавижу. Ну, офис, тупой начальник, зарплата, которая не растет. А 2 дня вроде как у меня жизнь. Я думаю, так, это значит, я 2/7 живу. Что-то не так. Я лучше вообще не буду работать. Ну, но... вот тебе и пригодился золотая медаль. Ты считать умеешь, видишь? Да, как минимум арифметика. Да. И я просто решил, что теперь хобби, которое я подрабатывал, будет моей работой. А это я вообще оставляю. Но забегая вперед, я когда То есть ушел... ты сейчас безработный, получается? Самозанятый. Раз ты хобби Самозанятый. занимаешься. Сейчас такое слово есть, тогда не было. Есть. Да, стал самозанятым тренером. И самое смешное, что через там буквально полгода у меня пара моих клиентов, уже моих спортсменов, они мне предложили на удаленке вести предприятие, как юрист. Ну так, типа, чтобы стаж капал, да. Да. Там не самые большие деньги, но все равно получалось, что я с них получал больше, чем с предыдущей работы, а появлялся там, ну, пару раз в месяц зарплату забрать. Потому что все наладил, там работа довольно несложная по сравнению, допустим, с Свободой Крыма, где я работал юристом. Просто там бухгалтеру, как консалтинг, отвечаешь на какие-то вопросы периодически, там где-то там какую-то идею подкинул, договор сделал, и оно капает. И в принципе я вообще люблю вот находить философский подтекст или даже исторический, там божественный промысел люблю искать. Пока я работал юристом, у меня знакомых таковых не было, связей не было, денег не было. Когда я стал работать тренером и стал жить по большей мере в кайф, Да. появились знакомства в самых разных сферах.
появились новые друзья, вопросы порешались, денег стало больше, и даже юридическая сфера начала запускаться при гораздо меньшем количестве усилий. Скажем так, даже то, что ты не любил, начало по-другому выглядеть. Да, та форма. Ну, деньги же любишь? Деньги все любят, я их обожаю. Я один из... Я не финансовый могу, да? гурман, да. Я раньше Понял. скрывал, а сейчас я это понял. Да, дайте мне мои денежки. Естественно, это не самое главное в жизни, но это мера свободы. Сейчас такая фраза довольно известная, и это правда. Если у меня много денег, я могу банально делать больше добра. Уже, чего тут отрицать? Поэтому... Но мы так тебя и называем. То есть мы же не планируем неделю, как минимум, и у нас в воскресенье Тимур всем добра, понимаешь? И все так говорят вот у нас. Так, у нас в воскресенье Тимур всем добра. Ну, Да, то есть это уже... Сандей, солнечный день, а теперь это будет Тимур, да и... Это, получается, прилипло, понимаешь, к тебе. Так и здорово. Не, здорово. прикольно, прикольно. А статус какой у тебя? ВКонтакте. Я его не веду. Активный поиск, какой у тебя статус? Нет, я всегда люблю говорить такой хитрой фразой. Все сложно? Не, все очень просто. Как раз таки сейчас все очень просто. Мой палец пока что без кольца, но сердце занято. И... Ну ты хитрый какой, слушай. Да. У меня тоже палец без кольца и тоже сердце занято. Но мы, по-моему, в разных лодках с тобой. Ну, моя лодка с одним парусом, но второй скоро должен подняться. Все, понял, принял. Вот так. Принял. В общем, девчонки, я всех вас люблю, но, к сожалению, не для всех для вас. Подожди, это в Я конце. свободен. Да. Это в конце нужно подкаст. Я занят, у меня есть любимая женщина, я думаю, что она посмотрит этот подкаст, и если я сейчас буду как-то слишком отшучиваться... Нет, мне не влетит, но я понимаю, что я ее обижу, а человек, правда, прекрасный. И вот я поэтому прямо говорю, девчонки, я обожаю флиртовать, обожаю с вами общаться, но на этом все. Только полистаю меню, блюдо заказывать не буду. Тимур, давай просто всем скажем, кто ты, потому что вот это супер неочевидная штука. Поэтому вот ты мне сейчас про красный диплом сказал, 3 штуки, да? Я удивился, потому что я тоже в школу ходил, и у нас был один медалист, мужчина, ну, мальчик. Второгодний. Мужчина. Вот слушай, это интересная штука. Вот я помню нашу линейку, да, я 2002 года выпуска, и у нас был буквально один парень со всех школ, который получил медаль. И это был, знаешь, как кролик из мультика, в таких очочках, да? Типичный такой ботаник. Типичный классический ботаник. И вот ты сейчас мне говоришь перед подкастом, ломая всю мою ветку разговора, что у тебя целая куча красных дипломов. Получается, что мы с тобой можем про и комплекс отличника поговорить, да, и про все эти штуки. Прекрасная тема. Да. Поэтому давай ты сам про себя немножко скажи, кто ты, что ты и как ты сейчас. Регалии можно говорить. Вот то, что в био написано, то есть все можно говорить. Не стесняйся. Я начну чуть-чуть издалека. Мне очень нравится, как когда-то великого борца Александра Карелина спросили, как он себя может коротко охарактеризовать. Да. Это даже отображено в фильме про него. И он сказал: борец из Новосибирска. Но ведь четко, емко и всеобъемлюще, с одной стороны, лаконично с другой. И я поэтому взял с него пример и говорю: тренер из Симферополя. Но Ну ты же лукавишь, ну что ты? я сейчас проясню, но я ведь вкладываю в это понятие, в это определение чуть более глубокий смысл. И мне нет необходимости доказывать кому-то еще это сразу, если он не спросит. Вот сейчас ты меня спросил, ты лукавишь. Я уже поясняю. Я в понятие тренера вкладываю не просто там беги дальше и кидай там выше и так далее. Нет, это комплексная профессия. Она сопрягается с очень широким спектром компетентностей и компетенций. И каждая из них мне, как оказалось, в итоге-то интересно. Я считаю, что я попал на свое место, опять же таки, если верить, да, в что-то судьбоносное. И тренер — это не только методист, это не только hard skills, то есть то, что я знаю, там, как качаться, как быть сильнее, как быть быстрее, как быть прочнее, но это еще и психолог, хотя бы на бытовом уровне, как и любой педагог. Это еще и друг, это еще и эмпат, сейчас модное слово, спорят, существует эмпатия или нет, но даже если нет там ощущения энергии, по крайней мере, понимания по физиогномике, по языку тела, что творится с человеком, оно есть. И эмпатия это очень... точно существует. Я тоже считаю, что существует, я в этом уверен, но есть обоснованные мнения, которые говорят, что эмпатия — это вот выдумка, и что это объясняется больше там физикой, чем энергетикой. Хотя энергия тоже физика. Физиология. Все есть энергия, если уж на то пошло. И материя тоже энергия, но тоже мы углубляемся. Да. Поэтому я тренер из Симферополя, и мои компетенции тренера часто мне пригождались как в быту, так и в сопряженных профессиях. И довольно точно тренер из Симферополя. Я бы еще проще сказал: хороший парень. Ну, кто-то скажет: хороший парень не профессия. Да. Я с прошествием лет скажу, что если в узком смысле на эту фразу смотреть, да, хороший парень не профессия. Это значит, вроде бы ничего плохого не делаешь, но бездельник, сидишь на заднице.
Но если смотреть в широком смысле слова, то это человек высоких моральных качеств. Это не про себя, это я просто так хотел бы к этому стремиться, об этом пусть другие скажут. И последние несколько лет мне как знаки в моей жизни приходят ситуации, когда человек добивается высот как раз-таки потому, что у него есть такая надстройка или то, что можно за скобки вынести, и это моральный стержень. Например, я приду к примеру. Почему за скобки? Это же основа. Вот она поэтому за скобки может и выйти. То есть это тот множитель, который есть и в А, и в Б, и в С, но мы его вынесли и показали, что главное у него это вот хороший парень, считается. А за скобками все остальное. Опять же, вот математика, видишь, помогает. Опять же, математика. Я закончил мат-класс, кстати говоря. Вот Анна Николаевна, я надеюсь, увидит меня, это моя любимая учительница была. Это был педагог от Бога. Так вот, я приведу простой пример про хорошего парня. У меня есть сейчас уже несколько знакомых постарше меня, кто добились очень больших высот в бизнесе. Ну, там, долларовые миллионеры. Для меня это большие высоты. Я не знаю, да, это большие. Доллары, то есть там мультимиллионеры долларовые. И, например, один попал в ситуацию, которая его почти разорила, потому что он пренебрег этой нравственной настройкой. Да. Я не буду говорить какой, но я думаю, все понимают, что есть очевидные понятия «хорошо» и «плохо» и так далее. Другой, по другой, но тоже причине того, что был слаб морально, потерял часть состояния. Третий потерял часть здоровья. Это лично примеры, которые я знаю из жизни. Да. И получилось, что из-за того, что они забили на то, что нужно быть хорошим парнем, прежде всего, они потеряли и мамону, то есть своего золотого тельца, на которого стали не молиться. Вот так вот. Мамону. Ну, это же как из Ветхозаветного, там, да, золотой телец, мамон. Так, ну, скажем так, здесь я немножко не силен, поэтому... Слушай, ну вот это хороший парень, это же удобный парень. Ни в коем случае. Почему нет? Вот ни в коем случае. Ну, как социум определяет? Хороший... Полезный, значит, хороший. Вот это идет тот случай, когда есть подмена понятий. То есть отсутствие логики в суждениях. Хороший... Может быть, достойный, ты хочешь сказать, парень? Для того, чтобы о чем-то говорить, в научной среде принято для начала определяться в понятиях. Да. Вот давай определимся, как я это понимаю, чтобы не было разночтений. Да, согласен. Хороший парень – это тот, кто делает хорошее. Чем это может определяться? Ну, допустим, нормами морали общества. Опять же, то, о чем мы говорили, хорошо и плохо, как у Маяковского, да? Или, например, нормами религии. Для меня и то, и другое важно, потому что первое, оно очевидно, это воспитание. Второе, это нравственная настройка, которая прописана, допустим, в моем случае, как этнического мусульманина, в Священном Писании, в Коране и в второстепенных источниках ислама. Я стараюсь жить по этим нормам, я понимаю, что я не должен брать чужое, я не должен обманывать, если не во благо себе, не для защиты, я не должен там вред причинять, если не для самообороны. Более того, вот эти понятия «хорошо» и «плохо», они очень часто и в очень многом коррелируют с Уголовным кодексом. Тут уже вспоминаем Бендера, который его чтил, я тоже его чту. По крайней мере, на камеру я говорю, что это так. Правда, сейчас я немножко уйду в сторону, моральное и нравственное и уголовно ненаказуемое не всегда тождественно. Сейчас скажу такую вещь, которую, не знаю, может, вырежете, не вырежете, но я думаю, ни для кого не будет секретом, что в некоторых государствах, выдуманных, возьмем так вот, в альтернативе, например, не уплатить часть налогов не настолько аморально, как, например, совершить какое-нибудь тяжкое преступление против личности, допустим, изнасилования. Но санкция статьи в УК будет выше за неуплату налогов, если крупный размер. И вот, казалось бы, для общины, для общества, что хуже? Что, например, человек потерял здоровье и, возможно, разуверился вообще в том, что есть что-то хорошее в жизни, жертва преступления, изнасилования. Или то, что не доплатили оброк, налог, сбор, подать власть имущей группировки. Ой, вот так вот. Это в выдуманном государстве. У нас, конечно, все не так. Ну, естественно, вот. Да. Тема большая. Да, да. Так вот, я всегда стараюсь жить по этим установкам морально-нравственным, и если я по ним совпадаю, то я хороший парень. Но если кто-то пытается через манипуляции воспользоваться моей добротой, сделать меня как раз таки удобным, иногда это получается, со всеми нами так бывает, да, то я не хороший парень, я лох. Вот и все. Я жертва, и вот этим как раз-таки субъектом, вернее, объектом становиться не нужно. Именно разница между субъектом и объектом в этом и заключается. Субъект тот, кто управляет, а объект тот, кем управляют. Он уже сродни вещи становится. Поэтому хороший это морально-нравственный, а мораль и нравственность со слабостью не коррелируют. А стать объектом манипуляций это как раз-таки слабость. Я не говорю, что я не становился. Но мне хватает мозгов понимать, что такое было.
Ну, слабость, слушай, если тебя обманули, это просто значит, что ты доверял больше, чем этот человек заслужил. Да. Это никак не говорит о том, что ты лох там или что-то. Разные причины бывают. Надо же доверять Я людям. сейчас говорил даже не про обман, возможно, там в контексте там, мошенничества. Воспользовались человеком, это обман. Я говорил о злоупотреблении, например, твоим расположением Да. в сфере людей, которых ты считаешь друзьями, и Да. считаешь, что они с тобой дружат соразмерно. Да. Вот ты, например, готов последнюю рубашку отдать, и несправедливо полагаешь, что такая же взаимность есть с другой стороны. А ты такой человек? Я в какое-то время был таким человеком, да. Ну, просто часть моих там близких людей заслуживали этого, а часть, как выяснилось, нет. Но если говорить честно, если ты развиваешь свою интуицию, если слушаешь себя, почти всегда, когда такие ситуации должны случиться, ощущение, что ты не прав, они есть. И у меня тоже было такое, что я понимал, что ну вот я вкладываюсь там, где вкладываться нельзя, что мне взаимностью, соразмерностью потом не ответят. Но я легкомысленно надеялся, что это какая-то очевидная вещь, и как я, так и мне. Причем я не ждал этого в ответ, это было бескорыстно. Но потом вдруг случается ситуация, и ну, это, естественно, по юным годам, ты понимаешь, что я ж там за друга вот так вот там сейчас, там и в тюрьму, и в огонь, и в воду, а он просто руки умыл, и классика, я не я, Ну, попа не бывает, моя. бывает. Да. Но это, опять же, это всем юношам, всем молодым людям свойственно. Мужчины-то вообще не только к 30 начинают получать нормальный мозг, да, до этого он еще так немного гормонально слишком активен, и многие вещи мы необъективно оцениваем. Так, ну смотри, хорошо, давай поговорим про такую штуку. Вот ты говоришь, позиционируешь себя как человек, который желает всем добра, условно говоря, да? И в прямом, и в переносном смысле. И можно говорить о том, что ты, по сути, меняешь людей к лучшему? То есть давай сейчас зайдем на территорию твоего профессионального как говорится, периметра, что называется, да? И раз уж ты не хочешь говорить о том, что у тебя есть какие-то заслуги, они у тебя есть, кто заинтересуется... я забыл об этом, да? Я же скажу коротко. Когда ты говоришь, что я просто тренер, я прекрасно понимаю, что это такое, да, и я поэтому тебе говорю, что не надо лукавить, потому что есть у любого человека, который достигает каких-то результатов, у него есть чувство понимания себя. Гордость, да. Гордость, да, он понимает прекрасно, что в каких-то моментах он проявил характер, чтобы быть в этом месте, и поэтому, когда человек пытается вот так вот, ну, скажем так, мимикрировать под среднестатистического человека, нет, я, кстати, не пытался, тебя перебью, извини, пожалуйста. Да. Мы просто ушли в такие дебри, там уже про отношения с друзьями и так далее. Я просто заговорился. Поэтому сейчас хочу два момента прояснить. Первый, про всем добра. Я не хочу пытаться казаться человеком с нимбом. Да. Я, естественно, со всеми такими же грехами, с агрессией бывает, и матом могу ругаться, это правда, это как не у всех может. у нас. Да, по тебе не скажешь. тайну открою. Но всем добра — это приятный запоминающийся ник, который просто у меня он вызывает на ассоциативном уровне какую-то улыбку. Я понимаю, что люди, которые меня не знают, но из Инстаграма увидят мои там публикации, истории, они получат толику добра или поймут, что я, по крайней мере, пытаюсь быть добрым человеком. С этим понятно. Вот буквально так, естественно. А так я такой же, как и все, и знаешь, почему делаю акцент на твоем статусе? Потому что, когда у нас речь заходит про какое-то обучение, про какой-то процесс, как будто бы важно понимать, что человек достоин этого. Да. Потому что у тебя есть пост в том числе про то, что кто занимается обучением, это действительно разные люди, это действительно, там бывают и не очень далекие люди, и случайные люди, их много, и все они говорят, я тоже тренер из Симферополя. Я тоже учитель. Я тоже, то есть я же там 3 года занимаюсь, да, там уже там... Может год. Да, тяну там без тряски в ногах, как бы, и поэтому я уже знаю, как это преподавать. Поэтому это важно для зрителей, чтобы он понимал, что за человек сидит и что за человек сейчас будет говорить за тренировки в том числе. Я не просто так в этом коротком, как ты говоришь, биос, да, в профайле, в досье. Био. Да, вот ни одного слова, кстати, русскоязычного. Биос это досье. Другое немножко. Ну, биос это такое, да, мозги в компьютере, да, био. Да. В биографии, пусть будет так, хотя тоже греческое слово. Написал коротко мастер спорта России. Вот. Почему я указал именно так? Почему не МС, не мастер спорта? Потому что юридический ликбез короткий. Есть официальный спорт, который государством признан, аккредитован, грубо говоря, лицензирован, хотя чуть другой статус. И сюда входят спортивные организации, спортивные общества, звания спортивные выдаются Министерством спорта России. Безусловно, государственные организации спортивные так или иначе работают в самой профессиональной сфере спорта. В то время как есть еще параллельно зарегистрированные в установленном законном порядке общественные организации, которые не являются спортивными федерациями.
но проводят спортивные мероприятия. И они выдают звания, как бы, по-другому не скажу, созвучные со званиями спортивными, государственными. Это так во всем постсоветском пространстве. Подмена понятий получается. Это. Да, юридически вроде бы все верно, потому что такого понятия, как мастер спорта какой-то другой федерации, кроме мастера спорта России, нет. Но это умалчивается, опускается. Среднестатистический человек не грамотен юридически, и он смотрит, ну вот какая-то бумага. Там указано мастер спорта там, России WRPF. Он думает, ну, мастер спорта России. А это не так, потому что мастер спорта России есть только один. Это когда дали... Это я, да? Я один из них, да. Это когда дали корочку, в которой печать и подпись стоит вниз со спорта. Что тебе дает эта подпись? Сейчас я объясню. Поэтому, сравнивая общественную организацию, федерацию спортивную, любого спорта, и автономную некоммерческую организацию, которая не является спортивной федерацией, нужно понимать, что в первом случае есть профессиональность, профессионализм и регламентированность, а во втором те правила, которые придумывает сам собственник этого ОНО. И нормативы могут быть меньше, а они зачастую меньше. Не всегда, но меньше. Получить. И правила легче, и отбора нет. Ну, самый простой пример, когда мы говорим не про звания спортивные, а про регалии, в чем разница. Допустим, чемпион мира Международной федерации пауэрлифтинга, к примеру. Туда нужно отобраться сначала в регионе в своем, потом в округе, потом на стране, потом на европейском или азиатском уровне, а потом пойти на мировой. Как следствие, конкуренция сумасшедшая, ты не можешь поехать, допустим, на мир, не поднимая международника, мастер спорта международного класса. Когда мы говорим про частные организации, которых сейчас очень много, есть, кстати, и сильные, но это уже отдельный разговор. Ты просто подал заявку, поехал в Москву на чемпионат мира или галактики, мог собрать второй взрослый разряд, но быть вторым из двух всего в категории. Допустим, первый очень сильный парень, ты второй, второразрядник. И потом ты говоришь, я стал серебряным призером чемпионата мира. Проходил он в Челябинске, у нас было 8 человек. Но это никакой не мир. Это тоже факт. И вот ты правильно говоришь, подмена понятий есть. Я сейчас не хочу обижать людей, которые выступают в альтернативе. Я и сам там выступал, и выступают иногда мои ученики, только неофициально, потому что я не имею права их готовить. Вроде как я функционер официальных соревнований должен быть. Но, тем не менее, одно дело это просто какой-то профильный турнир, там, допустим, будет там кубок имени там такого-то, такого-то, там-то, там-то. И по приглашению приезжают сильные люди. Да. Ну, как вот UFC, это же не официальный спорт, или профессиональный бокс. Да. Но, тем не менее, он настолько престижен, что все понимают, что это круто. А в нашем случае у нас таких контор сейчас мало. И в России турниров проводится в год таких 1-2. Все остальные турниры альтернативные не имеют под собой ограничений в виде отбора. По спортивным званиям, по поднятой сумме, по нахождению в сборной. И попасть сюда может кто угодно. И если фартанет, ты станешь там чемпионом. И второй момент. В официальном пауэрлифтинге есть только троеборье, присед, жим, тяга, и есть и жим. Да. Ну, еще есть дивизион в экипировке и без, это уже тоже отдельная сфера. В альтернативных организациях пауэрлифтинга сейчас столько дисциплин появилось новых, которые не имеют отношения даже по факту, не говорю про формальный признак, к пауэрлифтингу, но люди, выступая там, вводят в заблуждение себя и других, называя себя пауэрлифтерами. Ну, допустим, пойдем на бицепс. В каждой конторе свои правила. Какие они, непонятно, нормативы довольно легкие. Человек позанимался полгода, стал мастером спорта. Вы можете представить себе, чтобы, придя на борьбу, на бокс, там, на фехтование, вы за полгода стали мастером спорта с нуля? Да, конечно, нет. А здесь это есть. Или, допустим, ягодичный мостик. Это просто упражнение для формирования приятных филейных частей тела. Но его вдруг там в некоторых организациях сделали соревновательным элементом. Девочка пришла, занимается там для себя полгодика, ну, просто выглядит неплохо. Не стоит ни в каком сравнении со сборницами по штанге, по пауэрлифтингу. Но там она выступила, одна в категории чемпионка мира и там международница, чемпионка галактики. Это что же абсурд? Это обесценивает звание. Я сейчас не хочу быть хейтером этих Нет, ты просто поясняешь за ситуацию. Да, но я объясняю, что мастер спорта мастеру спорта в наше время рознь. И как один мой коллега из другой части России в шутку сказал, он в другом регионе живет, он говорит, у нас в городе 5 чемпионов мира и 6 международников. Я поднимаю больше всех, и я просто мастер спорта. Вот сейчас есть такая ситуация, да. И вот, чтобы люди не путались, я вот тот мастер, который как бы настоящий, да, который с документами гособразца, который отобрался на уровне Крыма, отобрался на уровне Южного федерального округа, там выполнил этот норматив, и горжусь я больше всего не этим, если честно, а горжусь тем, что я именно воспитал 4 формально и 5, вот 5 сидит, по факту мастеров спорта. Это
без скромности, без кокетства. Ну, понятно. Гораздо больше вызывает меня гордости. И более того, я уже воспитал этих первых 2 мастеров спорта, когда тогда я мастером спорта еще не был формально. Я уже по факту поднимал его, но выступать тогда я продолжал для того, чтобы этот титул получить как лишнюю галочку в биографию тренера. Ну, смотри, как бы я сейчас немножко проясню ситуацию, но, по крайней мере, здесь, на этом подкасте, совсем не стыдно говорить про свои достижения. То есть мы же не на рынке находимся и не в чатике где-нибудь на форуме сидим, да, где все мерятся там какими-то достижениями. Просто это немножко облегчает воспринятие информации. И, к примеру, если ты говоришь, что ты мастер спорта и сделал это по правилам, да, значит, соответственно, следующая мысль такая, что ты имеешь какое-то моральное право обучать максимально в залах. компетентен. Да, это компетенция. То есть ты подтверждаешь компетенцию. Вот. И смотри, значит, соответственно, следующий вопрос. Я тоже сейчас хожу в зал, я извиняюсь, конечно. Начал недавно. Но у меня такой вопрос. С моим тренером все нормально. Но залов много. И преподают много разных людей. И я так понимаю, что вот эти вот нарисованные корочки, где чемпионы всяких там межгалактических соревнований, они же тоже людей обучают, тренируют. Да. Вот скажи мне, пожалуйста, вот по Симферополю, какая сейчас ситуация в этом? Без названий залов, без ничего. Ты вот как сам ощущаешь? Есть в этом проблема? Или все-таки я не ощущаю, это... я знаю, город да. маленький. Или это несущественная проблема? Ну, давайте тогда обрисуем так. Проблема кадровая. Да? Кадровая проблема, да. Если мы не берем именно спортсменов, учащихся в ДЮСШ и членов сборных, у которых тренеры бывает есть, бывает нет, это отдельная тема для разговора, мы к ней, возможно, вернемся. А возьмем коммерческие залы. Коммерческие, обычные залы, куда ходит народ. Где законом не определено, но предполагается на уровне здравого смысла, что тренер по фитнесу, по физкультуре по-русски, должен иметь отношение прямое к максимально похожим видам деятельности, а это бодибилдинг, пауэрлифтинг, тренинг по ОФП, допустим, для бойцов и так далее, то вот если с этой позиции подходить, к сожалению, ситуация не только в Симферополе, но и вообще в регионах, я не беру Москву и Питер, довольно плачевная. Потому что, с одной стороны, это здорово, фитнес популярен. С другой стороны, сейчас там можно неплохо зарабатывать, даже в регионах. Как следствие, появляется привлекательность для того, чтобы появились новые кадры. Но новые кадры, кто-то в силу незнания, кто-то в силу корыстного умысла, решают пойти по самому легкому пути. Получить как можно быстрее какую-нибудь корочку. Все равно мало кто понимает, о чем идет речь. И начать работать. Это как с психологами. Каждый третий психолог получил после дипломную переподготовку и просто транслирует свои мысли и свои обиды на противоположный пол и рассказывает, что он психолог. То же самое. Девочка походила... Ты не думал в эту сторону пойти? Честно думал, не сам. Очень часто говорят об этом клиенты. Вот, да, соврать один из них. Когда говорят, может, тебе психологом пойти? Я говорю, ну, если не будет работы в зале, может, и пойду. Или если много заплатят, может, и пойду. Но, только после того, как будут годы практики, и будет реальное обучение, не просто получить корочку. В твоей программе это будет, ты не жмешь 150, потому что у тебя велосипеда не было в детстве. Или на нем не было седла. Возвращаясь к нашим тренерам, к нашим баранам, цитируя классику. И вот пример. Мальчик, девочка прозанимались полгодика и решили, что возьму-ка я тоже начну тренировать людей. Да. Все бы неплохо, многие так начинают с другом заниматься, с подругой, но при этом не транслировали раньше себя как профессионалов. А сейчас же очень много соревнований альтернативных организаций, да, и не альтернативных тоже, и для Инстаграма, для соцсетей, для запрещграмма, да, вдруг начинают эти вот вчерашние девочки, мальчики, которые сами еще обычные клиенты, и им бы еще лет 5 позаниматься и поучиться, ну хотя бы годика 2, ладно, способный, они начинают позиционировать себя как специалистов, как профессионалов, при этом высшего образования нет. Какой вред? Я вот, конечно, к этому веду. Высшего образования нет, спортивной практики нет, соответственно, ни своих ошибок, что безопасно для клиента, ни понимания, как их избежать, тоже нет. И нет базовых знаний о функционировании тела человека, о том, что такое циклирование нагрузок, о том, как они должны преподноситься, как они должны чередоваться, о том, что такое биомеханика. Вот есть люди, которые без высшего образования, допустим, архитекторы и спортсмены на опыте, на насмотренности, как сейчас говорят инстадивы, прекрасно видят, где углы между сегментами тела и понимают, какая техника для этого движения оптимальна, какая нет. Такие есть. Но я говорю про людей, которые даже на интуитивном уровне не понимают. Да.
Более того, не специалист в любой сфере, он волей-неволей не умеет фильтровать информацию ложную от истинной. При этом еще и не у всех есть критическое мышление, для того, чтобы еще больше отфильтрованное нафильтровать. И для того, чтобы правильные исследования в интернете почитать, например, там на Победе где-нибудь, понять, где нормальное, а где ненормальное исследование. И, как следствие, нет понимания и практики, как же тренировать. Технический, методический, психологический. Ну, самый простой пример. Есть мифы фитнеса. Допустим, на приседаниях колени за носки не должны выходить. Ну, чушь полнейшая. Она противоречит здравой логике, она противоречит биомеханике движения. Я очень просто сейчас объясню, не вдаваясь там в углы между бедром и корпусом, между бедром и голенью. Возьмите двух людей с одинаковым телосложением. Бедро, голень, стопа, все одинаково, но у одного размер ноги 50-й, а я знаю такого юношу весом 70 килограмм, не шучу. А у другого 40-й, а я знаю такого мужчину весом 105 килограмм. Вот один здоровый лось, нога 40-я, а другой школьник, нога 50-я. Бедро и голень одинаковые, приседают одинаково, но у одного колено за носок выходит, а у другого нет. Они с точки зрения биомеханики приседания выполняют одинаковую работу. Но тренер идиот скажет, что первый делает неправильно, а другой правильно. Руководствуясь мифом фитнеса. Именно потому, что он не образован, нет практики. Более того, бог с ним с образованием. Я знаю, что люди, бывает, учатся просто так, просидел за партой, там типа получил. Более того, один из моих друзей и учеников, он тренер по образованию, но занимался почему-то у меня. Когда у меня еще диплома тренерства не было. У меня была только практика спортивная. Но у меня была очень обширная, опять-таки, практика и очень богатый опыт уже самообразования. Так вот, люди, о которых мы говорим, я их называю посторонние профессии, даже не удосужились стать реально спортсменами, хотя бы, допустим, КМСом, это высший разряд, спортивный, переспортивным званием, в официальном спорте. Почему важно? Потому что они бы прошли отбор, они бы соревновались с лучшими, они бы, скорее всего, не познав и не научившись нужному объему навыков, просто не выиграли бы. Вот почему спорт практически важен. Потому что это школа прикладных навыков. Если ты хотя бы на уровне возможности тренировать себя компетентен, ты будешь там конкурентным, хотя бы на уровне области. Если нет, ты просто будешь в забвении. Именно поэтому быть спортсменом в биографии тренера хотя бы до КМС, это минимум, это важно. То есть это путь какой-то нужно. Да, это статус сапожника с сапогами. Иначе ты сапожник без сапог. Ты учишь чего-то кому-то, но первый этап обучения себя, дисциплина самим собой, не пройден. Второй этап – это понимание ощущений своего ученика, не пройден. Как я могу рассказывать об ощущениях перед травмой, после травмы, об ощущениях на упражнении, доносить информацию в голову человеку, если я эти ощущения не прочувствовал? Да, на высоком уровне мастерства педагоги умеют по аналогии абстрагироваться, мысль продлевать, делать правильные истинные заключения и потом уже их доносить. Но опять же, они этому научились, потому что они уже имеют большой опыт. А тут просто я с нуля пошел. Ну вот представь, ты в жизни не сидел за рулем автомобиля, и сейчас ты мне расскажешь, как не нужно там газ в пол нажимать. Ну, я, допустим, просмотрел 1000 обучаемых видео, как рулить машиной. Да, вот, но опять же, вот сядь за руль автомобиля и в поворот войди на большой скорости. Хотя ты смотрел с GoPro там кучу видосов, как чуваки там на стрит-рейсинге где-то гоняют. Да. У тебя, да, ты представление имеешь, а понимания с ощущением нет. И значит, ты никакой не мастер, ты даже не любитель. Вот в чем дело. Нет ощущения, нет пропуска через себя. Это факт. Так, ну, значит, немножко резюмируя сказанное, получается, что, во-первых, есть вред, да, то есть неправильное обучение. Ой, сейчас такую тему классную мне поднял, да. Сейчас И продолжу. смотри, и знаешь, что важно? Вообще, для чего люди приходят в этот спорт? Это же не просто про тело, не просто про форму. Наверное, люди ищут что-то другое, вот там панические атаки, духовное состояние. Ну, классная тема, да. Понимаешь? То есть давай вот с этой стороны посмотрим, потому что ну, я как бы тоже немножко так читаю, да, и мне кажется, что вообще преображение человека, оно происходит по всем направлениям, должно происходить. Было вот на твоей практике такое, что к тебе пришел человек, у него там панические атаки, у него депрессия какая-то, ну, не клиническая тяжелая форма, да, а что-нибудь да, это к другому такое. специалисту. Да. Так, сейчас 3 направления мысли, одно я быстро закончу. Давай. Мы про тренеров говорили. Хорошая практика была бы, это не потворствовать тому, чтобы некомпетентные кадры работали. И тут уже все упирается в недобросовестный бизнес. Собственник зала, ну будь ты добр, найми кого-то или сам при собеседовании, когда устраивается на работу человек, задай ему 3 теоретических вопроса, выйди с ним в зал, покажи клиентов, спроси, кто что делает так или не так, как это решить. Честно, 10 минут, и можно уже понять,
способный молодой человек там, или девушка или нет. Это уже вопрос уберет. А Отбор. Собственник зала может быть просто коммерсом, который купил Я об этом и железки? говорю. Так оно зачастую и бывает. Но я же говорю, поставь кого-то. И есть еще момент, недальновидность. С одной стороны, зачем мне брать компетентного кадра, он еще будет борзым. С другой стороны, компетентные тренеры всегда привлекают больше клиентов. Ну, конечно. Они могут брать больше чеки и с них больше отстегивать процент залу. То есть в перспективе репутации, а репутация всегда окупается, дальновидный собственник зала, набирая качественные кадры, все равно выиграет. Может быть, не сегодня, не завтра, но послезавтра он в забвение не уйдет. Ну, это игра в долгую. Игра в долгую, да. Да. Это вот мы закрыли вопрос, что нужно еще, чтобы собственники отбирали кадров. Теперь, что касается связи телесной и психической, и душевной и так далее. Несомненно, да, в здоровом теле здоровый дух. Mens sana in corpore sano. По крайней мере, одно из двух, там есть продолжение. Да, выбери одно из двух, но будет одно и то же. Естественно, связаны и телесные, и духовные, причем связаны замкнутым кругом, взаимным, в разных направлениях. Я объясню. Если у тебя проблемы с душой, с психикой, но это будет на теле отражаться. И психосоматика – это научный факт, как пример. Если у тебя проблемы с телом, это тоже будет в обратную сторону на душу работать. Вот ты смотришь на себя в зеркало, тебе что-то не нравится. Даже если ты красавчик, но что-то не нравится. Ты ходишь по-другому. Ну, первое, меньше уверенности в себе. Так. Как следствие, ты менее напорист, я сейчас про мужчин говорю, менее напорист в бизнесе, менее напорист в отношениях с женщинами. Да банально, ты спать и отдыхать не можешь, потому что ты чувствуешь, что ты вроде бы не тот, кем хотел бы быть, а мог бы им быть. И все вытекающие последствия из отношений с женщинами и из профессионального роста, а это, наверное, два из главных таких апологетов нашего нейробиологического, заложенного в мужчин сценария, они не реализуются в полной мере. Соответственно, удовольствие от жизни просто так, потому что вот сегодня мне дали повышение, вот там сделка, а вот там мне в машине улыбнулась красотка в соседней проезжающей, да. Этого нет, человек чувствует себя не очень комфортно. И наоборот, он собой доволен, он больше уверен. Противоположный пол, на него обращать внимание, планка, которую он подсознательно ставит, кому можно подойти, кому нет, она выше. Да и сами девочки подходят. По опыту, знаешь? Конечно, без лишней скромности. Или из-за того, что он востребован у женщин, у него все равно есть ощущение, что он, значит, какой-то мужественный, сильный человек, там, пусть даже, может, не 7 пядей во лбу, но он там, может, какой-то предприимчивый. Он начинает... Но штангу может поднять. Ну, штангу может поднять, да. Подняли штангу, поднимем бизнес. Начинает какие-то темки мутить. Не боится, пробует. Есть еще момент. Отклик гормональный. Когда у меня хорошее настроение, у меня меньше стрессовых гормонов. Когда их меньше факторов подавляет мой тестостерон. А когда он больше, опять-таки круг замыкается, я еще активнее с женщинами, еще увереннее в работе и так далее. То есть быть довольным собой через один из факторов, через свое тело, очень важно. Пока пауза, два вопроса. Во-первых, бывают грустные качки? Да. Получается, им не помогает эта вся история? Нет. Классная тема, ты очень правильно увел в эту сторону разговор. Есть люди, которые знают, чего хотят, и адекватны к оценке окружающего мира и себя. Да. А есть люди, у которых проблемы в голове. Он может... тупой, как пробка, условно. Абсолютно верно, да. Я просто избегаю очень категоричных высказываний. Мы же не конкретно говорим про кого-то. Да, абсолютно верно. Проблема в башке, не уверен в себе. Все. Вот он, как бы он ни накачался, у него 6 кубиков пресса, вот такие плечи, вот такая талия. По всем параметрам там, бодибилдинга человек привлекает внимание, красавчик, профессионал. Он уже кучу регалий забрал, но он не уверен в себе. Я даже больше скажу, откуда появляются ситуации, помимо корыстного мотива, когда в среде бодибилдеров есть такая движуха, как вот Дюба в свое время на камеру снимал. Очень много такого в сфере фитнеса, бодибилдинга. Тут два фактора. Первый – это самолюбование. Оно неотвратимо калечит психику. Но это отдельная тема для психологов, пусть они ее расшифруют. И второе – это неуверенность в себе. Он по-прежнему считает, что он какой-то не такой, и ему хочется быстрого дофамина через рукоблудие получить, кому-то скинуть, кто это оценит. Подожди, давай до рукоблудия мы еще не дошли. Да вот дай бог, что не дойдем, пусть это в прошлом останется. Вот смотри, просто мне кажется, что неуверенность в себе и в том числе является причиной, что человек приходит в зал. Да, это не следствие, что он накачался. Не, это первая причина, по которой он решил по разным факторам, возможно, работать. Один из них это для него там накачаться. Да. Но если это проблема именно психическая, то просто став там более фигуристым, она не решится.
То есть все, определили. Да. И второй момент. Ты знаешь, я еще перебью тебя. Да. Бывает же такое, что не уверен в себе, потому что есть объективная оценка, что вот, ну, я... Адекватный человек просто. Да, он просто понимает, что я себя запустил, надо что-то сделать, пока я себе не нравлюсь. Это как в доме, у тебя бардак, и гости должны прийти. Но ты же понимаешь, что нужно прибраться. И не потому, что не уверен в себе. А бывает такое, что ты прибрался, и ходишь и проверяешь пыль на столе, который только что вытирал. Вот это уже неадекватность. Вот это вот так же и здесь, что есть один, кто привел себя в порядок, и он красавчик. Да. Я даже не говорю про форму соревнований, это не всем. Нет, просто хорошо выглядит человек, там, Да. индекс массы тела правильный. А другой, как бы он себя ни накачал, он все равно чувствует, что что-то не так. Более того, у него в голове есть какой-то образ, который он не догонит никогда. Чугунные игрушки, допустим, да, в детстве. Да. Смотри, вот ты говоришь, да, про то, что там смотришь в зеркало, там себя не устраивает, все. Но мне кажется, что ты очень идеализируешь, потому что огромное количество людей вообще не знают, какими они должны быть. И они воспринимают себя такими, вот, смотря в зеркало, они думают, ну, вот я вот такой. То есть нет осознания и нет понимания того, что он является там частью какого-то пути отдельного, не миллионного там, да, состава. То есть, ну, мы вот такие люди. Я там дрыщ, я там толстяк, я там такой, я там такой. Ну, вот такая у меня судьба, ё-моё. То есть, понимаешь, и мне кажется, что не все задают себе этот вопрос. Нет, конечно, не все. Ну вот, давай, ну, то есть... Слушай, ну часть людей сейчас такие реально и есть. Им все равно, как они выглядят, и они могут выглядеть нормально. Бодипозитив, принятие себя. Я даже не беру бодипозитив, это крайность. Даже давай не будем брать крайности. Просто вот человек средней фигуры, Да. среднего уровня здоровья. Да. Его все устраивает. Более того, вот, возможно, он зациклен больше на работе, например, или на науке. Ну, там, Вассерман. Я не думаю, что ему как-то волнительно, что он не... Ну, Вассерман — это плохой пример. Возьмем айтишника, у него ЗПшка 400 тысяч. Кстати, айтишники все скачаются побольше Ну, смотри, заводчан. ну да, скажем так, образ такого ботаника немножко уходит, но все равно. Они Вот сейчас грамотные. возьмем айтишника, там у него ЗПшка 400 тысяч, да, и он все время пишет, как дела в качалке, там, ну, ребятам, да, накачанным. Да. То есть такое же тоже есть? Да, конечно. Да. Но нужно понимать, что сейчас общество меняется. Я это даже знаю, по своим клиентам общаюсь я с разными людьми. Айтишники сейчас чуть другие. Они смотрят каналы по биохакингу, Да. они понимают, что их здоровье телесное связано в том числе с интеллектуальным, а последним они зарабатывают на жизнь. Да. Поэтому они приходят не с целью накачаться, а с целью просто быть здоровее и выглядеть чуть лучше. Да. Все равно. Более того, у айтишников, как у людей профессии традиционно, как считается, замкнутой, часто проблемы с противоположным полом были. Сейчас меньше, потому что 400 тысяч зарабатывают, как ты говоришь. Бывает и долларов, мало ли кто как. Да. Но, тем не менее, все равно сразу по человеку непонятно, айтишник он или нет. Может, он просто Думаешь? ну, не по всем. Но если ты в IT уйдешь, ты точно сломаешь этот стереотип. Возможно, разорву шаблоны. Поэтому айтишники сейчас, наоборот, бывает, по биохакингу понимают гораздо больше, чем многие тренеры. У меня есть клиент, мой одноклассник, он, кстати, IT-специалист уже со стажем, и это человек, который разбирается в добавках и некоторых препаратах, ну, чуть ли не лучше всех моих знакомых. Спортсменов. Это нормально, потому Да. что здесь же адекватность, системный труд, ну, то есть мозги. Системный по отношению к себе. Он знает, что я должен быть во всех сферах. Молодец. Тогда моя пиковая сфера будет еще больше стрелять. Это про айтишников. Что касается обычных людей, которых устраивает их внешний вид. Ну, я вообще не против абсолютно. Слава богу, никогда не питал вот этих вот иллюзий о том, что либо ты дрыщ, либо нормальный человек. Да. Ради бога, нравится тебе быть дрыщом, будь дрыщом. Да. Нравится тебе быть там толстым, будь толстым. Нравится тебе быть бородатым алкоголиком. Ну, это твой путь, твоя жизнь. Я вообще не вправе кому-то советовать, пока меня не спросят. Меня часто мои клиенты спрашивают, а почему ты не подскажешь этому мальчику? Или там, а скажи там Васе, что он много пьет. Я говорю, вот он меня спросит, я ему скажу, тебе интересно мое мнение, я тебе скажу. Иначе я лезу к нему в душу благими намерениями, дорога в ад, во-первых. Во-вторых, мне нравится фраза, я не помню, кто ее сказал, но я ее часто применяю. Если твой совет не прошен, оставь его при себе. Или по-другому. Советы и мнения должны быть у каждого, но как гениталии. Пока не попросят, не оголяй. Ты меня уже сейчас запутал тут тремя афоризмами. Я не Ну знаю, вот, за что выбирайте, зацепиться. какой будет самый лучший. Все, только гениталии слово осталось в памяти, и все. На тизер можно поставить. Понял. Так. Так, а о чем мы там еще говорили? Я вот тоже про гениталии задумался, Вот, и все. смотри, видишь, и сразу все сломал. Получается, что, если мы говорим про физическое здоровье, да, а зал, по идее, он подразумевает это здоровье, то сегодня мы говорим о том, что занятия спортом, физические занятия спортом, это в целом про оздоровление и психических, да, и психики. Однозначно, да. Вот давай вот чисто по твоему Сейчас, опыту. хорошо, я понял тебя. По твоему опыту. Вот к тебе приходят люди.
Ты видел вот эти изменения сам, вот Да, честно? да, конечно. Даже у моего друга, у меня часто бывает так, что есть клиенты, которые становятся приятелями или бывают даже друзьями. И, в принципе, хороший тренер, он все равно собирает вокруг себя похожих на него людей. Ну, По это темпераменту, понятно. да. Это понятно. У меня есть друг, который действительно пришел в одном состоянии духа, в одном состоянии уверенности в себе. И сейчас он изменился как внешне, так и в какой-то значимой мере внутренне. Но это можно объяснить не только какой-то там метафизикой, какими-то мотивационными фразами. Это объясняется и физически. Ну, банально, у тебя другая гормональная система становится. Другое соотношение гормонов. Меньше жира равно меньше эстрадиола. Меньше эстрадиола равно больше тестостерона. Меньше стрессовых гормонов равно больше тестостерона. Как следствие этого... Больше тестостерона, отсутствие волос на голове. Если есть к этому генетическая предрасположенность, однозначно да. Это Если... связано с тестостероном? Это связано с рядом других опосредованных процессов и генетической склонностью. Обычно аллопеция, то есть облысение от избытка тестостерона, это либо генетически заложенный фактор, либо фактор, спровоцированный избытком тестостерона, принимаемого извне, экзогенного. Вот то, что в народе говорят стероиды. Да. Вот тогда это будет да. Ну, допустим... Но у тебя генетика, у тебя не стероиды. Ну, смотрите, первое, сейчас я скажу красиво и честно. Первое, у меня оба дедушки полысели после 20 лет. Начисто. Я стал лысеть только после 30. Но я уже под бритву, как сейчас, брился с 25 лет. Просто мне нравилось. Заранее готовился. Мне этот имидж нравился сам по себе, да. А потом я стал еще лысеть. И второе, если вы меня спросите, вот скажи честно, ты принимала запрещенные препараты? Я вам скажу, вот могу поклясться, не помню. Вот так вот. Поэтому думайте сами, решайте сами. Почему я лысый. Да. Я думаю, потому что мне нравится Дуэйн Джонсон. Вот так. Да. Теперь насчет гормонов. Стрессовых гормонов тоже становится меньше. Да. Плюс ко всему, через физическую практику человек начинает ненужное выплескивать. Например, пришел он, настроился на то, что будет подниматься большой вес. Тут тоже нужно собраться с силами, приучить себя к первое. Концентрация, фокус. Второе. Понимать, что поражение – это нормально. Вот часто говорят, а если я не подымаю? Я говорю, значит, не подымешь. Вперед. Значит, лох. Не лох, не подымешь. Ну, я сейчас грубо скажу, как я своему другу тоже говорю. Он говорит, а если я обосрусь? Я говорю, вытришься, пойдешь дальше. Да. Все. И это ведь можно интерпретировать и в любую другую сферу жизни. Вот я начинаю бизнес, вдруг я прогорю. Ну, у тебя останутся деньги на еду? Да, хорошо, ну попробуй, прогори. Попробуешь еще раз. То же самое, вдруг попытка будет неудачная. Хорошо, проанализируешь, поймешь, в чем были проблемы, там, на пару с тренером, попробуешь еще раз и сделаешь. И вот, наверное, это один из факторов, который психически тренирует. Не зря ведь спортсмены, которые включали голову, они только паттерны и навыки, да, скиллы, как правило, добиваются успеха там, в бизнесе, в политике. Вот даже про Карелина мы говорили, он сейчас, там, в Госдуме, да, например. Но он, кстати, недовольный тем самым. Я смотрел. И люди недовольны, потому что он... Ну да, там не те люди. Не буду комментировать, ладно, другая тема подкаста. У нас даже высшие чины в государстве и в государствах так или иначе на уровне мастера спорта там боролись, боксировали, поднимали. У меня есть много знакомых, которые приехали, допустим, в Северо-Кавказских республик, и сейчас, будучи нам уже в отцы, годящимися по возрасту, занимают очень серьезные посты, а начинали не с того, что были тренерами по борьбе, а сейчас, например, звание там, государственного советника юстиции. То есть генеральские погоны. Почему? Потому что заложен был принцип дисциплины, заложен был принцип того, что не нужно бояться, а даже если боишься, все равно делай. Ничего, через страх, через не могу. И возвращаясь к моему другу, о котором мы говорили, как примере того, как он поменялся ментально, через чуть больше, чем год занятий спортом, да, он приучился к тому, что поражение – это нормально. А если часто пробовать, то, может, ты не будешь часто поражаться. Главное, попробуй. Он приучился к тому, что негативные эмоции можно выплеснуть в позитивное русло, допустим, в крик, в эмоцию, в напряжение, в рык на подъеме веса там, или на спарринге. Он этому научился, он поменял образ жизни, он по-другому стал есть, а как следствие, опять же таки, его тело по-другому ему ответило. Банально другим настроением. Даже еще проще. Он не переедает разово сахаром, хотя сахар не нужно демонизировать, нормальный продукт. И поэтому у него скачков инсулина нет. Как следствие, скачков и падения настроения нет. И куда ни плюнь, есть прямое или опосредованное влияние того, как твое тело работает, на то, как тебе существуется в нем. Тема очень обширная, я постарался буквально тезисно накидать, но я думаю, донес мысль. Да, но к тебе, с теми, с кем ты занимаешься, за кого ты можешь говорить, у них у всех эмоциональное здоровье улучшается от тренировок? Скажем так, кто длительно занимается. Да, у всех. Вопрос только в степени. У кого-то чуть-чуть,
У кого-то колоссально все поменялось, но меняется в плюс у тех, кто продержался сколько-нибудь долго, а я всегда рекомендую хотя бы полгода. Я всегда говорю, что вы хотя бы незначительные, но явно видимые эффекты получите через полгода. Вот кто продержался, у кого это в привычку вошло, у всех. У всех. Девчонки, там, фигуристы стали, платье поменяли, все, они счастливы. Там, плотнее, отеков нет, целлюлита меньше. Опять же таки, мужья довольны, или муж появился, или просто она там фотки начала выкладывать, которые раньше стеснялась выкладывать. Ну, это понятно. Мужчины также. Для кого-то сброс стресса в зале, для кого-то это в том числе клуб по интересам. Просто прийти поговорить, пока там отдыхаешь между подходами, это тоже нормально. Раньше к этому относились так, с какой-то такой, с каким-то таким презрением, типа, ты же заниматься пришел. А я в этом плохого ничего не вижу. Если ты успеваешь, и время тебе позволяет, ну, приди ты, вот у меня там тренировочный партнер, друг, там, товарищ, я с ним вижу только в зале. Я с ним в зале пришел, там, про жену поговорил, про бизнес поговорил, пофлиртовал там с администратором, что-то еще, и перезагрузился, вышел. В итоге я помимо того, что покачался, там, кровушку погонял и прочее, так я же еще и разгрузился психологически. Опять же, клуб, спортивный клуб, это тоже важное комьюнити, ну, по-русски товарищество, общество, общинность. Это тоже важно, мы социальные люди. Да. Я вот, допустим, иногда занимаюсь в наушниках, когда сам, но это потому, что я постоянно общаюсь с людьми, я об этом устаю, хотя я этим же и заряжаюсь. Но в целом, когда я не утомлен, и позаниматься могу прийти тогда, когда я хочу, я, конечно, приду со своим товарищем позаниматься, и мы с ним и друг друга подстегнем, и еще и посплетничаем. А мужчины все же знают, что они сплетничают побольше, чем женщины. Скажи, пожалуйста, вот эффект от монотонных, повторяющихся, тяжелых физических упражнений какой? Как объяснить мозгу, что вот эти усилия, они не просто так? Во-первых, не нужно, чтобы эти усилия были окончательно монотонными. Потому что если ваша тренировочная программа сугубо такая и не меняется ни по одному из критериев, даже самый экстравертный там, человек, даже самый интровертный человек, флегматик, которому достаточно обычных, ограниченных по количеству средств, устанет от такой тренировки. Именно поэтому, в том числе, тренеры-аниматоры пользуются популярностью. Вот у которого на каждой тренировке что-то новенькое. Тренер-аниматор. Это тренеры, я так, чуть пренебрежительно сказал, это тренеры, которые не столько тренируют, сколько удивляют клиента. Они отчасти правы, потому что они заинтересованы. Вот сегодня у нас бег на ноге, а завтра у нас там подъем по канату зубами, я образно говорю. И людям интересно, к ним приходят на игровую форму. Конечно, с методикой это не вяжется никак. Все равно, чтобы спрогрессировать, нужно, чтобы было повторяющееся действие, нужно, чтобы был стимул, нужно, чтобы стимул рос. Но все равно привнести элемент переменчивости, элемент прогресса ты обязан. Причем обязан и методический, и психический. Если я вижу, что мы делаем все правильно по тренировкам с клиентом, и ему это нравится, и он не хочет новизны, он ее боится. Есть такие типы темперамента. Я ему вряд ли буду давать много новшеств. А если новшества будут нужны, мне придется его уламывать. Но есть люди с более активной психикой, как допустим, я, которых раз в 3-4 недели убивает одно и то же. И нужно менять. А критериев, по которым можно поменять, инструменты, средства, объем, интенсивность, их много. И даже один из них меняя, ты преподносишь такую небольшую новизну в тренировочный процесс и уже заинтересовываешь по новой человека. Это как с браком в том старом фильме российском, «Американка» назывался, по-моему, когда в домино мужики играют, и один говорит, я, говорит, со своей женой всю жизнь в позе бутерброда. А на Западе он ее, говорит, крутит и так, и так. Так вот, я, говорит, со своей перевернулся, заново влюбился. И еще долго. Да, и здесь то же самое. Если ты делаешь там подтягивание и жим лежа всю жизнь 10 по 10, там, или 5 по 8, ну, конечно, у тебя новоесть будет в печенках. Но если ты поработаешь какое-то время на силовом цикле, какой-то на выносливость, там, какой-то заменишь углы, на которых ты работаешь, там, пожмешь на наклоне, допустим, а не на горизонте, а какой-то вообще позанимаешься физрой в парке, ты снова будешь скучать по этим нагрузкам. Или есть другой подход. Если у тебя есть прогресс в рабочих весах, в рабочих подходах, повторениях, по какому-то объективно измеримому критерию, то, что, опять же, математикой можно пощупать, а не просто всегда ты прогрессируешь, это тоже мотивирует. То есть тебе скучно до первых прогрессов, а первые успехи мотивируют как ничто иное. И уже не скучно, и уже нормально. Смотри, я так понял, что ты до конца не понял глубину моего вопроса, а здесь других не бывает. Смотри, если, я там смотрел ролик твой про PlayStation 5, я так понимаю, ты немножко поигрываешь тоже, да? Да, я бывает геймер.
Вот. Бывает геймер, Ты да. заходишь и на мою территорию в том числе. Я в этом разбираюсь. Смотри, вот ты же понимаешь, что игровой прогресс сравнивать с прогресс в становой нельзя. Смотря по какому критерию. Именно по вовлеченности, по Или интересу. по пользе. Не, пользу никто не понимает. Для человека понять пользу очень сложно. Потому что для мозга нет никакой разницы. Между ты сделал это и воображаемо или реально. Да. Поэтому, когда ты, условно говоря, устанавливаешь какую-то игру, и в этой игре ты через час уже чемпион чемпионов, да? Ты удаляешь. Или через 10 часов. Не. По-разному. Ну, у меня так, да. По-разному. То есть прогресс в играх, он более очевидный, и он более наглядный. Да. И ты можешь его прямо ощущать. И более быстрый. И доминацию, то есть ты зарабатываешь, да? Конечно. А ты пришел Те в зал, отклики, да. Да, ты должен полгода толкать эту штангу, чтобы продвинуться в 40 килограмм в лучшем случае. И ты все равно дрищ и самый последний в зале. Вот про эти монотонные занятия, про эти монотонные упражнения. Я не говорю о том, что ты берешь там, допустим, меняешь штангу, там, французский там гриф кривой, да, там, на прямой гриф, и человек радостный побежал дальше это делать. Не в этом дело. А в том, что ты просто стоишь, смотришь в зеркало и делаешь эти упражнения, пускай будет немножко по-другому, с другим углом, но это по факту тупое повторение тяжелой физической работы без сиюминутной выгоды. Вот как с этим работать? Так, смотри, я точно понял тебя чуть больше, чем ты думаешь, что я тебя не понял. Это первое. Второе. Ну, у тебя же дипломы есть, а у меня нет красного диплома. Ну, ладно, я одним поделюсь. Смотри, первое, насчет тупого монотонного. Задача нормального тренера сделать так, чтобы эта тупость и монотонность была минимизирована. Это я слышал. Второе. Ощущения телесные от тренировок дают так называемую мышечную радость. Да. И в это человек вливается гораздо быстрее, чем полгода. Да. Для этого достаточно нескольких тренировок. Момент второй. Если не сильно запущена физическая форма, то тонус в мышцах появляется тоже гораздо быстрее, чем через полгода. Бывает, что несколько недель. Момент третий. Есть эффект новичка, так называемый, когда человек прогрессирует от любого стимула, даже не очень методически верного, и довольно быстро набирает физическую форму. Пришел на первую тренировку, потянулся один раз, через месяц потянулся уже 10 раз. Многие сложные игры проходятся дольше месяца, особенно если в них играть не днями и ночами, а там, раз в выходные. А тут он вроде бы ходит тоже там трижды... Тут он ходит столько же раз, сколько он играет в игру, допустим, 12 тренировок в месяц, 12 сессий игровых в месяц, к примеру. И там он прошел, допустим, на 50% игру, а здесь он с 1 до 10 подтягиваний вышел. Слишком долго? Нет. Более того, например, в играх он был уверен, что он прогрессирует всегда, потому что он опытный геймер. Возьмем геймера такого абстрактного. А тут он пришел к тренеру, его там затащили друзья, и он думал, что он максимум потянется 2 раза через год. И вдруг он потянулся 10 через месяц. Так у него воодушевление и удивление от этой сложной игры, непонятной, может быть, даже больше, чем от привычного раздражителя его нейромедиатора в виде экрана с геймпадом. Так. То есть все индивидуально, я веду к этому. Есть ситуация, когда ты прав абсолютно. Когда хрен ты его заинтересуешь, и тренер еще им дает ему там, пойди вот там, поделай, ноги поразгибай, и все. Конечно, от него уйдут рано или поздно, но если подход индивидуальный, если цель прогресс и результат, если, опять же таки, грамотный специалист и исполняются его предписания у человека, прогресс будет. Насколько явный, индивидуально. Но я, опять же таки, гарантирую своим клиентам, что полгода – это явно видимый эффект. Не полгода, не явно, но тоже видимый. Тут нужно тоже понимать, что явно видимый, вот тебя не видели, а потом говорят, опа, что накачался, опа, что похудел. Но с другой стороны, ты-то просыпаешься через месяц, смотришь на себя, и вдруг вроде бы рука более какая-то подтянутая, а вроде бока меньше стали, а вроде бы отеки с лица ушли. И ты так думаешь, ладно, заплачу ему еще. Понимаешь? Это первое. Второе, по поводу гейминга. Я, допустим, переборчивый, слава богу, наверное, то бы ушел, игрок, и если я скачал игру... Ты вот что рубишься? Давай так, чтобы вот понятно сейчас к было. этому подойду. Я не играю онлайн, сразу говорю. Единственная игра, в которую я играл онлайн, это Titanfall 2. Я прошел сюжетку и просто залез поиграть и удивился, что я, оказывается, могу нагибать на геймпаде. Я даже не знаю такую игру. Стрелялка, шутер от первого лица. Я удивился, что я играю на геймпаде. Call of Duty тоже играл, там какую-то часть, да. я помню уже. Да, Мне было, опять же, я еще люблю игры-вызовы.
Может, это связано со спортом, а может быть, наоборот, в целом с моим темпераментом. Ну, допустим, я вот стал играть на геймпаде после клавиатуры, и думаю, да как вы вообще там целитесь этими вашими стиками? Да. Проходит там несколько месяцев, вроде прошел серьезную кампанию. Зашел на этот PS Plus, на сетку, стал играть, и вдруг смотрю, там средний по списку этих лидеров. А потом еще пару раз поиграл бас, там второй. Думаю, нифига себе, тут же играют задроты по ночам в стрелялке. Ну давай говорить честно. А тут я вроде как такой типа криворукий и стал там второй. А ты на мышечной радости же пришел? Да, я еще и после клавомыши пришел. Вот мне нравятся вызовы. Или, например, из последнего я сам себе удивился безумно. Вот Sekiro, Shadow Die Twice, эксклюзив для PlayStation. Это новое уже. Ну, как новое, 19-го года. Но я к тому же синглплеер. Просто прошел кампанию, забыл. Да. Это вообще мой принцип. Играть в игры, которые можно пройти и забыть, в лучшем случае, как книгу через год перечитать. Да. Потому что иначе это может затянуть, это бесконечная история, и я ее просто остерегаю. Зачем? Я не настолько уверен в себе, чтобы понимать, что я не буду тратить, пускай даже лишние полчаса, которые я могу потратить на что более полезное. У меня четкий регламент. Я сел, допустим, там, вечером играть, я знаю, что я вот будильник поставил там на час ночи. Я и так ложусь спать примерно в это время. Все, он зазвенел, ну, ладно, все, сохранился, вышел. Обычно люди на утро ставят будильник. Ну, у меня, видишь, как, у меня такой своеобразный подход к жизни. Может быть, могу себе позволить, да, поздно спать, поздно просыпаться. Ну и, в принципе, это все упирается еще и в тип психики, когда есть пики бодрствования, когда есть пики засыпания. Я не рекомендую по ночам бодрствовать, но у меня такое бывает. Поперла рабочая тема, я что-то сел, написал, кому-то отправил, мозг завелся. Я знаю, что я сейчас не усну, ну, минимум 1,5 часа. Да я пойду лучше поиграю, отвлекусь. Все. Вот так вот. Поэтому есть люди, для которых, как я, нужен очень веский стимул, очень веский вызов, тогда игра интересна. В противном случае, у меня вот часто было так, что я брал на прокат игру, там, аккаунт или диск, не покупаю, ну зачем, я прохожу, удаляю потом. Я установил, поиграл несколько часов. Первое, я знаю, что будет дальше. Даже по механикам. Да. Я думаю, ну, ничем меня здесь удивить нельзя. Вот я, кстати, об этом и прилично говорил в том ролике про девушек. Я просто удаляю. Но если там какая-то сложность в управлении, сложность в головоломках, какая-то есть сложность в чем-то еще, вот если есть какая-то изюминка, или, например, сюжет, или музыка, или антураж зацепили, тогда, конечно, я влюбляюсь и прохожу ее уже до конца. Опять же, как с женщинами. То есть, если я это уже видел, ну, что мне тратить время? Если не видел, ага. А если вызов, еще лучше. Ну, все как с женщинами. Ну, с женщинами я видел твой ролик с женщинами. Ну, честно говоря, есть вопросы. Просто, я так понимаю, у тебя отсутствует опыт длительного совместного проживания с женщиной, да? У меня их несколько таких опытов. Все, понял. Более того, я в 2019 году развелся, будучи 2 с копейками года в браке. Блин, ты, думаю, такой ты счастливый. Ну, да. И это не мышечная радость, мне кажется. Нет. Расскажи про кофе немножко. Что там у тебя, какая ситуация с кофе? Ты говоришь, просто ты любишь... Смотри, это вопрос с подвохом на самом деле, потому что, ну, кофе, это же у крымских татар, да, коим я себя считаю. У нас кофе — это такая пищевая привычка, которая превратилась в культуру. То есть у нас часть культуры, да, это часть очень, очень сильная часть культуры, очень сильная. И поэтому мы кофе, скажем так, к нему присматривались, и сейчас мы его пьем. Ну, в детстве уже нельзя особо пить, да. У всех наступает такой момент в жизни, когда он начинает пить кофе, ну, уже более как бы осознанно, более так систематично, системно. Расскажи про свой опыт. Что там у тебя с кофе? Слушай, я с детства кофейный наркоман, это было понятно и так. Кофе растворимый? Ну, допустим, когда я приезжал из Казахстана сюда, в Крым, к родственникам, к дядям, тетям, бабушкам, дедушкам, там, алашки, тизешки и так далее, естественно, я мог где-то там с подноса забрать, выпить, потом просто в посудомойку поставить. И потом до 3 утра я там вот так вот лежал с такими вот шарами. И, в принципе, я человек, у которого проблемы с засыпанием, это даже не проблема, это особенность психики. Опять же, есть большая тема на тему там доминирующих нейромедиаторов с вытекающими плюсами и минусами. Допустим, один человек многозадачный, хорошая оперативная память, много процессов в голове работает, но, например, долгосрочно он играет хуже. Или, например, один заводится быстро, но быстро остывает. То есть это отдельная тема. Ну, вот у меня такая ситуация, что я как смартфон такой, а-ля iPhone, я вроде могу быть многозадачным,
Там, в голове помню программы своих учеников и клиентов, а кого не помню, дайте мне первое слово, дальше я вам вспомню лучше, чем вы помните. Вот опять же, вот Вадим не даст соврать. Люди приходят, и они не знают, что они делали, я знаю, что они делали. Но, как следствие, бывает такое, что я не могу успокоиться вечером. Внутренний диалог, все такое. И вот мне с моим типом психики кофе может быть как спасением, так и угрозой. Потому что, с одной стороны, он меня может вытащить в бонус, а с другой стороны, я потом его должен отрабатывать. Отрабатывать должен его тем, что брать аскезу от кофе, брать перерыв от него, чтобы освежить рецепторы, которые будут снова позволять нормально аденозину работать, нормально чувствовать усталость. Ведь кофе, он сам по себе не бодрит, он позволяет тебе чувствовать себя менее уставшим. А чувство усталости – это адекватный сигнал того, что остановись, немножко передохни. Иначе будет энергия в долг. Это издалека. Теперь по поводу меня в детстве. От меня его прятали кофе, потому что знали, что я и по вкусу люблю, и по запаху люблю. И даже это ощущение, когда меня прет, а мне там лет 8, я тоже его люблю. Дискотека. У тебя перло в детстве от кофе? Конечно. Просто вот выпиваешь, и энергия, там, ты там читаешь, бегаешь ночью, не знаю, хочется пойти погулять, там, братья куда-то ушли, старшие все у меня были, а ты там начинаешь устраивать им истерику, потому что хочешь пойти тоже с ними, там, на руки вверх садить и так далее. Поэтому кофе, да, запрещали. Цикорий я пил вместо него. Да, обманывали. Сочувствую. Потом лет, наверное, с 18 я поймал такой период жизни, когда типа ЗОЖ, там надо прогрессировать, хочу там, значит, КМСа, тогда еще поднять. Я не пил, потому что, есть и вредные аспекты злоупотребления кофе. Я просто не пил. Да и, честно говоря, был период, что я, может быть, и кайфа такого от вкуса не чувствовал кофе. Хотя сейчас я понимаю, что просто хреново его делали. Не было нормальной культуры кофе. В заведениях, имею в виду. Когда я вот студентом ходил по кафешкам там, с девочками, с мальчиками, и мы студентами-КВНчиками пили кофе, это была, конечно, бурда, а не кофе. И лет в 20, наверное, 7 я пару раз начал при помощи кофе возвращать себя в строй, когда нужно было много работать. Больше, чем сейчас по временным затратам, но меньше, чем сейчас финансово. Когда я думал, что больше работаю, больше заработаешь. Это неверное абсолютное мышление. Это вообще неверное мышление. Да, вот качественнее работая, больше заработаешь. Вот интереснее работая, больше заработаешь. А так просто исполнителем нет. И я туда пытался кофе продлить свой рабочий день. И поймался на мысли, что мне и вкус тоже нравится. Что какой-то забытый вкус детства, и классно. И вот лет 27, сейчас мне 33, я это прям развил. Сейчас у меня турка, я вот тоже там до 3-4 подъемов, там специи могу, джезве, естественно. Могу до 3-4 подъемов там сделать там пенку, есть разные варианты заваривания. Несколько подходов, да? Да, и я, кстати, вот несколькими техниками делаю кофе под настроение, чтобы не привыкать, там могу специями побаловаться. И для меня это сейчас стало еще и ритуал. И ведь ты не будешь спорить, что когда ты что-то любишь, вот этот ритуальный, обрядовый аспект, как часть традиции, он тоже имеет свой шарм. И даже ожидание того, что сейчас будет кофе, вот сейчас ты делаешь, да, в джезве кофе, и ты уже какое-то предвкушение ловишь. А если ты еще и один, не с каким-то болтливым гостем, а один после рабочего дня, ты так мысли собрал, на огне подержал. В этом есть свой шарм. Это в первую очередь ритуал, в первую очередь. Потому что кофейная традиция на самом деле это не сколько про кофе, а сколько про то, что оно генерирует. Потому что кофе всегда было началом любого разговора, да, то есть люди приходили с разными новостями. Да, это аспект гостеприимства. Да. И кофе это всегда была такая открывающая штука, такой, да, эпилог или пролог, что там у нас в начале. Пролог? Вот, да. То есть получается, что и, соответственно, это порождает целую цепь других вещей. Конечно же, сегодня мы не говорим о том, что кофе — это такой, знаешь, офисный напиток, который все типа, давай кофе. Не, боже упаси, да. Мы говорим про другую составляющую. Мы говорим про возможность насладиться напитком в кругу интересных людей. Вот в чем мысль, да? Потому что это же, в первую очередь, приглашение к общению, на самом деле. Вот ты знаешь, я раньше не понимал этого, где-то вот лет в 25 свои, и думал, почему все зовут, так, условно, на кофе. Да. А сейчас я не то, что понимаю, я это чувствую. Зовут я понимаю. Поговорить. Да. То есть, когда тебя идут на кофе, это значит, что вы вот так вот, да, у кого-то или где-то сели, выпили вместе и начали прекрасную беседу. Это абсолютно верно. Ну и второй момент по поводу ритуальности, обрядовости. Я называю трубка мира. Трубка мира у индейцев тоже это обряд. Сели, что-нибудь покурили. Там табак или не табак, неважно. Объединяющее мероприятие. Да, опять же, передали, там, пустили. И вы все
начинаете чувствовать какой-то общий, в том числе еще и физический, объясняемый аспект. Вот вы курите табак, у вас у всех никотиновый удар. Вот вы пьете кофе, у вас у всех кофеин появляется. То есть мы немножко уравнялись, заземлились, одно и то же выпили, одно и то же понюхали, одно и то же почувствовали. Да. И в том числе за одним столом, это у всех народов так было всегда, да. Мы сели, значит, мы не воюем, мы можем перейти к переговорам, темки обсудить или топор войны закопать. Кстати, также работает и кальян, например, популярен сейчас. Просто там гораздо больше других вредных моментов. А кофе — это наша уже много столетий традиция. И, ну, я честно скажу, последние лет, наверное, 8 я себя чувствую крымским татарином гораздо больше, чем раньше. У меня, безусловно, как будто бы такая, не знаю, память предков, что ли, появилась или что. Но я и так кухню нашу самой вкусной считаю всю жизнь. Вот прям много чего пробовал, но я считаю, что самая вкусная крымско-татарская кухня. Или какая-то сопряженная, которую мы переняли. И она тоже стала наша. Условно говоря. Да, ну средняя азиатская, там восточная, да, центральная азиатская. А что касается кофе, музыки, которая раньше мне не особо заходила, слишком мало ритмики, слишком много мелодики часто бывает. Вот сейчас, я не знаю, как это объяснить, может, сильно возраст, но я прям понимаю, что, допустим, в какой-то мере мне стыдно, что я практически не знаю крымско-татарский язык, но я бы хотел выучить. Если я до этого не дойду, я обязательно постараюсь, чтобы мои дети его выучили. Не, подожди. То есть ты сейчас мне с 3 красными дипломами говоришь о том, что ну, если у меня не получится, да, то есть со своим комплексом отличника... Я оставляю себе вот этот момент, первый, пококетствовать, а второй переобуться. Просто на будущее. Да, ну, мне бы хотелось, чтобы мои дети точно знали хотя бы какие-то бытовые моменты. И через кухню, через музыку, через, в том числе, культуру питья кофе приобщились к этому. Попробуй кофе. Ну, это крепкий кофе. Я не знаю, какой ты пьешь. Крепкий. Сразу тебе вот вода. Я подожду, пока остынет, потому что я очень тяжело горячее пью. Это зря ты делаешь. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, смотри, раз уж про кофе мы говорим, то я немножко продолжу. В интернете часто встречается мнение о том, что кофе отстаивают. И я тебе скажу из огромного опыта и пониманием вопроса, что это делать категорически нельзя, потому что есть 2 момента. Первый момент. Почему отстаивают? Потому что не мелкий помол. То есть крупный помол нужно подождать, пока все зерна осядут. И они там у тебя, чтобы во рту не мешались, не путались. Ну, понятно, да, очевидно. Отстаялась, да, то есть отстойная вода. Второй момент, что если ты кофе отстаиваешь, он каждую секунду меняет свой вкус. Ты понимаешь? То есть у тебя возможность попробовать тот вкус, который у тебя получился, он уходит, потому что со временем он меняется, он становится крепче, он заваривается больше, он экстрагируется, и это другой напиток. А если начал пить его с самого начала, ты все время будешь пробовать уже такой, знаешь, другой напиток. То есть кофе, он будет прогрессировать во вкусе, там, в крепости и так далее. И ты как бы этот момент сможешь застать, скажем так. Вот. Ну, насчет вкуса, как бы, это такая очень вкусовая, очень тонкая штука. Когда мне говорят, порекомендуйте кофе, это для меня самый сложный вопрос. Потому что это не мясо, когда можно сказать, ну, ты индейку любишь, вот, бери там такой-то кофе. Здесь все тоже очень сложно, поэтому, скажем так, единственная база, которая есть везде, это сваренное традиционно. То есть тип приготовления. А кофе уже каждый для себя выбирает. Да. Технология, да. Вообще все же привыкли пить по-разному, по-своему. И когда говоришь людям, ну, допустим, предлагаешь какой-то вариант, да, все говорят, ой, мы так любим, мы так любим, мы так любим. Вопросов нет никаких. Это исключительно вопрос вкуса, привычки, да, кто как пьет. Единственное, что можно предложить адекватным людям, это способ классического заваривания кофе, который является базовый. Вот если ты приседаешь правильно, ты можешь на это наматывать все, что угодно. Если ты неправильно присел, корицу добавь, кардамон добавь, соль, перец, муку, я не знаю, неважно. Это уже получится неправильно, да, это принципиальный момент. Поэтому принципиальный момент — это как он поднимается, как он варится, и крепость тоже, она принципиальна.
Потому что люди думают, что выпили в такую маленькую чашку, а мы же кружками пьем. Да окей, выпей кружку, но объем, как бы, понимаешь, кофе должен быть. Концентрация. Да. Да. И это же не такой момент, что ты пьешь там через каждые полчаса такой объем. Ты утром выпил, тебя таращит на 4 часа хватит, условно говоря. И интересный момент по кофе, да, буквально недавно я это исследование читал, что у каждого человека персональная переносимость кофе. Да. И там даже в процентах оно есть. И 20% людей по планете, они могут пить кофе и засыпать ночью. Без проблем. Вот я в этих 20%. Потому что я много раз пробовал, даже буквально вчера, позавчера попробовал еще раз. Я буквально перед сном, 10 часов вечера, ну, мы относительно рано ложимся. Я выпил кофе, просто лег и уснул. Счастливчик. Да, то есть я в этом плане реально, то есть доволен, скажем так. И, кстати, для меня кофе, я никогда не чувствовал, что меня таращит от него. То есть, видать, какое-то у меня или привыкание к нему, или генетическое быстро он у меня усваивается. То есть это для меня не стимулятор. Это зависит еще от того, какая гормональная система, Вот. какие нейромедиаторы вот есть. Это тоже. Потому Да. что у меня все спящее, и поэтому кофе раз, на выход. Да. Тут еще как бы на что ты, на какой фундамент положил, Да, так оно и будет. Да, все А правильно. насчет больших кружек, я по себе знаю, я раньше пил кофе большими стаканами, но слабый. Да, Просто мне нравился вкус и запах, грубо Да, говоря. И там да. какой-то эффект. Но сейчас, я последние несколько лет, вот у меня вот GSV, у меня маленькие чашечки, все, я не стремлюсь им напиться как водой. Да. Для этого есть вода или чай. да. И кофе для меня это, да, это вот запах, небольшой объем, и чтоб часа 4 таращило. Ну, только в моем случае не таращило, а фокусировало. То есть я чувствую, что я бац, собранный там. мысли Но лучше ты правильно поработать. сказал, что там блокируются просто рецепторы, В том числе, которые да, распознают аденозиновые, усталость. да. Да, аденозин. Да, интересно. А какой у тебя инструмент? В чем ты варишь? Ну, GSV откуда у тебя? Просто купил в этом в магазине. Ну, он без горлышка, он такой, как кастрюлька маленькая, да? Такой GSV. Нет, у меня большой GSV, вот больше, чем у тебя, на 4 кружки у меня. Ну, 350-400 миллилитров. 400 миллилитров, да, большой. Такой там, ну, инкрустирован там а-ля под золото, это, конечно, ведь, естественно. Ну, а так я тебе конструктивно я не скажу, я не столько разбираюсь. Просто Не, ну да. узкое горлышко, очень уже, чем здесь. Широкая основа под большую эту плитку, под турбо, чтобы быстрее можно было сделать. Ну, я все равно, конечно, маленькое варю, чтобы оно там постепенно, все как положено. Но кто-то, я знаю, покупает, чтобы поставить на огромный костер и сделать быстро. Это, конечно, не люблю. Ну, так. Но последний момент по Да. кофе скажем, потому что не все любят кофе. И скажу, что скорость приготовления влияет на крепость просто. Да, конечно. И кто действительно не любит прям сильно крепкий, он просто быстрее должен его сварить и все. Вот я поэтому на маленьком огне и варю, чтобы А было если ты потяжелее. хочешь, да, если ты хочешь арабский стимулятор сделать, Вот. ты его на медленном огне варишь как шурпу хорошую, да, и потом тебя там 4 часа 100% таращит. Вот мне повезло, у меня на плите есть специально под кофе вот такая малюсенькая Да, горелочка. да. И на ней, не спеша, разговаривая с другом, с гостем, Да. успевая там кого-то обсудить, он просто потихонечку подходит. Да. Я это прочувствовал. То есть я потом слышал, когда я стал так готовить, я думаю, блин, реально правда. То есть, да, действительно, как будто он крепче, как будто он, как ты видишь, арабский становится. Да. Смотри, давай вернемся к нашим штангам. Возьмем такую, смоделируем ситуацию. К примеру, да, конечно, в идеальном мире в спортзал приходят подтянутые, здоровые люди и просто себя доусовершенствуют. Возьмем такую историю, допустим, меня. Давай вот такой кейс, да. Человек, который никогда в жизни не тренировался, имеется в виду силовой, никогда не ходил в спортзал, не занимался бегом, спортом, боксом, ничем вообще, да. Вот он пришел к тебе в зал. Какие есть противопоказания, какие есть у тебя рекомендации? Вообще, как ты видишь стратегию усовершенствования такого тела? С этой вот этой вот гормональной, спящей, отупевшей системой, да, которая, в принципе, уже там слабо реагирует на какие-то стимуляторы, на какие-то вещи? Во-первых, помимо общих принципов, всегда есть индивидуальный подход. Но это я сейчас не ухожу от ответа. Ты в платную систему уходишь, да, в свою? Не ухожу от ответа, но сейчас объясню, к чему я говорю. С одной стороны, каждому человеку, неважно, с какой целью он приходит, моя задача там, за отдельную плату или кому-то в комплексе услуг, или кому-то просто по доброте душевной дать рекомендации по питанию. Угу. Если Питание — это основа.
это основа массы тела, а спортзал – основа его качества. Хорошее выражение. Закрепили. Не я придумал, но я его запомнил. Нормально. Многим людям реально лень заморачиваться и понимать, сколько и чего они едят, а тем более вести дневник калорий. Хотя сейчас есть прекрасные, удобнейшие предложения, которые это все делают вообще рай для похудения, но тем не менее многим это лень. И в принципе многие люди платят деньги не за то, что они не могут, а за то, что они не хотят делать. Ну да. Допустим, на тебе, ты посчитай, скажи мне, Да, что есть. Да, я же тебе плачу, посчитай. Давай. Да, поэтому если ты приходишь ко мне с целью коррекции массы тела, неважно, в большую или меньшую сторону, моя задача будет под тебя на основе принципиальных моментов и моего опыта дать тебе рекомендации или конкретный план питания даже с продуктами, что к тебе есть, что и сколько тебе есть. И сбалансировать его так, чтобы ты не просто потерял массу тела, например, а чтобы это было максимально безопасно, с минимальными потерями для здоровья. Самый простой пример. Практически подавляющее большинство людей в принципе не добирают белка. Не приучены есть столько, сколько нужно. Более того, нормы Всемирной организации здравоохранения, они занижены очень сильно. Самый доступный какой белок? Хороший вопрос. Животный или растительный? Животный давай. Яичный, сывороточный. То есть яйца это норм? Яйца, сыворотка. 10 яиц нормально в день? Смотри, тут важный момент. Как в том меме. Да? Белок – это желток. Помнишь это видео с мальчиком? Помимо белка, в яйцах куриных еще есть желтки, которые являются источником жиров. Ну, желток – это там больше белка, по-моему, чем в белке. Нет. Точно нет? Нет. Потому что я про это читал. Ну, может, меня сегодня переклинило из-за кофе, но я думаю, что нет. Желтки являются источником жира довольно большого количества. И если ты с ними перебираешь, как и со всем, с чем ты можешь перебрать, ты здоровью своему навредишь. Поэтому тут нужно, опять же, исходя из нормы твоего жира, просто посчитать. Допустим, нужно съесть тебе, к примеру, 100 жиров в сутки, в граммах. Да. Ты смотришь, я вот там ел сыр, ел такое-то мясо, ел там что-то еще, и вот у меня столько-то осталось. Я могу съесть, например, 10 яиц, у меня будет гигантский плюс по жирам. Это там вредно там будет на холестерин, вредно будет на то, что просто перебор по калориям банально. Или я могу, например, съесть 3 целых там, яйца и 2 еще чисто белка. Вот так. Но можно вообще обойтись без яиц. Это полезный продукт, на самом деле, но можно обойтись без них. Есть столько вариантов подобрать диету под человека, вернее, правильное питание. Диета – это работа с теми, кто болен, работа диетологов изначально. Да. Просто сейчас это понятие размылось, сейчас появились еще нутрициологи. Опять же, не будем уходить. В общем, мне нужно подобрать, что ты будешь есть. И в идеале сделать это еще и комфортным для тебя способом. Ну, не прямо типа чипсы и колы ты худеешь. Это, конечно, абсурд. Но по крайней мере, вот, к примеру, я вижу, что ты там, восточный парень, значит, любишь, допустим, крымско-татарскую кухню. Я уже говорю тебе, там, давай, значит, мы завтрак, обед делаем легкими, белковыми, но сытными. Допустим, творог добавляем, какие-то еще продукты, которые большие по объему, маленькие по калориям и большие по белку. А на ужин у тебя еще вот столько-то остается, это все равно будет дефицит по калориям, ты все равно худеешь. Возьми-ка съешь там 4 НТХ. Ты думаешь, блин, на диете? Я такой, да. Пожалуйста, на диете. Ты думаешь, блин, тренер классный. Значит, я просто ем... Буду ходить. Да, значит, я просто завтрак и обед ем как бы немного по калориям, но вроде бы все равно сытно, напихиваюсь там этим белком, с непривычки, там батончики, протеиновый творог, там те же яичные белки, там тоже мясо. Просто с гарниром, может, не перебарщиваю, или вообще его не беру, максимум клетчатку. Но на ужин-то у меня будут янтахи. Почему такой подход важный? Потому что, первое, для многих людей ужин – это способ провести время в кругу семьи после работы. Да, да. И идеально, если это будет вкусная еда. И идеально, которая нравится всем. А возможно, моя любимая, потому что она вызовет эмоции, потому что она тоже ритуальная в какой-то мере. Потому что у меня ассоциация, может быть, что мне вот там бабушка в детстве готовила, и жена сейчас их готовит, эти там, мои любимые там янтахи чебуреки. Знаешь, я тебе быстренько скажу примету крымско-татарскую. Давай. Когда ты решил похудеть, вечером слоеная самса. Я могу сказать, что это абсолютно может вписаться в протокол похудения. Просто нужно остальные приемы пищи правильно рассчитать. Вот давай мы пока от белка далеко не ушли. Да. Вот доступный белок. Вот яйцо – это доступный белок. Правильно? Да, яичный белок доступный. Яичный белок. Что еще? Яичный белок. Так, Яичный белок. да. Давай так, желток. Яичный белок. Да. Что еще? Сыворотка. Что за сыворотка? Ну, молочная сыворотка. Из нее делают часто протеин. А где ее купить? Я тебе про протеин сейчас и говорю. Очень много. Ты вот это порошки? Порошковые вот эти протеины, да, то есть белковые. Протеины это давно уже правильно воспринимать не как добавку или какое-то вещество. Это вариант еды, просто Это в порошковом еда, виде. протеин? Да. Что я протеин? Ну как переводится с английского протеин? Не знаю. Белок, дословно.
Proteins, fats, carbs. Это белки, жиры, углеводы. Дословно, все. Поэтому протеин — это любой белковый порошок. Он может быть из сыворотки, из яйца, из говядины. Просто его до уровня порошка довели, там добавили ферментов для пищеварения, может, витаминов еще каких-то. И ты просто его на какой-то основе размешал, чтобы он легко переварился на жидкой, там, на воде, на молоке. На пиве. На пиве тоже классно. Шварценеггер добавлял, насколько я знаю, в свой протеин шнапс, так называется, напиток немецкий. Есть шнапс. Вот он добавлял в протеин шнапс и так употреблял. Реальный факт. Хитрец. И весельчак. Пожалуйста, это вот тоже доступный вариант белка. Сывороточный, яичный, они легко усваиваются. Так, Более того, легко усваивается та пища, которая не жирная и быстро переваривается. Поэтому сочетание белка с умеренным или низким количеством жиров гораздо более... У тебя с жирами какая-то проблема, по-моему. А как же у меня нет. Липидная история? Как же Смотри, мозги? с жирами очень важный момент. Не нужно с ними перебирать и не нужно с ними не добирать. Вот. Я всегда говорю об этом, особенно Давай женщинам. про недобор поговорим. Давай. Я всем своим худеющим девочкам и женщинам говорю, не вздумайте опускать планку там ниже той, которую я вам прописал. Ну, там, возьмем то, что точно будет нормально для всех наших зрителей. Я возьму протокол, один из немногих, не уникальный. Не нужно ниже, чем 0,8 грамм опускать на килограмм тела. Допустим, весит девочка там 70 килограмм. Вот 150 грамм жира, это что? Это много. В продуктах. Вот моя норма, допустим, дневная 150 грамм жира. Это что? А почему ты так ее рассчитал? Не, ну я говорю, там, ты говоришь, из массы тела, к примеру, вот ты говоришь 0,8, да? Вот, 0,8 грамм на килограмм тела. Да, если я вешу 150 килограмм, сколько у меня? Ну, нужно умножить 150 на 0,8. То есть получается сколько? Примерно 120 грамм белка, да. Это 120 грамм жиров. Это тоже много. Смотри, еще момент. Рассчитывая на килограмм тела, нужно понимать, это тело человека, у которого индекс массы в норме или не в норме. То есть, если у тебя, например, избыточный вес, я понял. Я возьму меньше. Если у тебя нормальный индекс массы тела, если ты без ожирения или без нехватки, я возьму, как оно есть. Если ты, например, пришел ко мне с человеком, который болеет там деструктивными заболеваниями мышечной массы, там, рахит, дистрофия, как раньше говорили в народе, я возьму больше. И еще момент. Есть люди, которые реагируют легко на диету. Есть те, которые там, психологически, физически могут реагировать плохо. Я для одного возьму большой сразу же интервал. Допустим, он весит 100 килограмм, я хочу сделать из него 80-килограммового Геркулеса. Так я ему рассчитаю диету вот для него. После сбора анамнеза я для него рассчитаю диету от предполагаемой массы тела. А для кого-то от действующей. Вот, допустим, тебе я рассчитаю от действующей, потому что я понимаю, что тебе будет сложнее там, в силу возраста, не 20-летнего, в силу... Там, почему сложнее? Ты не веришь не 20-летнего возраста, я подчеркнул. Не веришь в силу традиций крымско-татарского народа есть самсу перед сном, в силу того, что ты раньше диету не держал, в силу того, что, возможно, для тебя это будет и новинку. То есть я взвешу, сделаю анализ и, как следствие, выдвину версию, но проверенную практикой и теорией уже моей, после которой я сделаю, допустим, тебе первый этап диеты более щадящий. А, например, вот ему я сделаю сразу жесткий, потому что он молодой совсем, спортсмен там, и так далее. И он ее легче будет держать. Вот мне кажется, ты недооцениваешь мою способность держать тут даже дело не в волевых качествах, а именно в ощущении организма. Да. Это ведь тоже важный момент. Можно очень круто там смотреть фильм «Рокки», мотивироваться бегать с утра, но если есть объективные критерии, которые заставят тебя чувствовать себя хуже, чем его, ну зачем нам заставлять тебя грызть ковер по вечерам? Ну да. Зачем? Согласен. Опять же, моя задача, ты платишь мне, чтобы я исхитрился и сделал этот путь максимально комфортным. Я не говорю без усилий. И максимально долгим. Максимально быстрым. Максимально быстрым. Подожди, это что, выстрел в ногу получается? А как же денежки тогда? Слушай, вот очень, какой классный, я аж поменяю позу, какой классный вопрос. Моя задача, как у того врача, не лечить тебя годами, а дать тебе как можно более выраженный и быстрый результат. Но если я не дурак, я за это со временем буду брать больше, чем мои конкуренты, которые лечат годами. Да. И пускай ты мне, допустим, за полгода отдашь, там, допустим, там 100 тысяч рублей, условно. Это точная цифра или допустим? Нет, это допустим. Так. А у другому специалисту отдадут эти же деньги за 2 года. Да. Но вопрос, кто из них лучше сработал? Ну, за 2 года как будто бы проще, потому что мы в кредитах все разбираемся. Процентная ставка пониже. Вот ты 2 года худел у одного и полгода у меня. Не, я понимаю, я сейчас шучу. Да, конечно, да. что мне нужен результат. И смотри, вроде бы я не зарабатываю... Давай даже еще другой пример. Я заработал с тебя 100 за полгода, а другой, Василий условный, заработал с тебя 400 за 2 года. Ну, пропорционально больше. Да.
Ну вот, вроде он больше заработал, но в долгую кто лучше специалист и о ком лучше сложится репутация? В итоге ты скажешь, я ходил к Василию, я ничего не получил, только отдал 400 штук за 2 года. А потом пошел к Тимуру и за те же деньги за полгода добился эффекта. Твои друзья ко мне пойдут. А я ценник подыму еще. А Василий будет также просто брать деньги с людей, как ну смотри, тут же еще есть такой момент, что я, допустим, за полгода пришел в нужную форму, так что поддерживать надо? Или это закрепляющий момент? Или ты уже прям ставишь человека на ноги, и он дальше идет С одной стороны, если ты продержался достаточное время, это тоже индивидуальный момент. Да. В другом весе у тебя поменялись пищевые привычки, да. У тебя банально живот меньше стал, внутри, желудок. Да. Ты для того, чтобы есть как раньше и набирать как раньше, должен будешь постараться. Характер нужен будет, да? Да, только уже в другую сторону, правда. То есть тебе набрать снова эту массу тела, если ты уже привык по-другому есть, да. И ты в другом теле, и с другими гормонами, с другим инсулином, с отсутствием инсулинорезистентности, да. С другим чувством насыщения, с другими привычками, с пониманием, что можно наедаться другими продуктами и при этом не ограничивая себя в любимых продуктах, но нужно прям постараться, чтобы снова уйти там, в минус или в плюс, с которого ты начинал. Угу. И вот практика показывает, что многие возвращаются же. Смотря чья практика, слушай. Я сейчас не в качестве рекламы говорю, это у меня на практике, 1 из 10, кто изначально не хотел над собой усилия какие-то хотя бы элементарные делать, да. Он возвращается. Но он, как правило, там и не задерживался значимое время. Да, я понимаю. Те же, кто задержались, они могут там немножко откатить. Ну, допустим, он сделал несколько шагов к прогрессу вперед, но один сделал назад. Так это тоже нормально. Угу. Я и сам в том году там бегал с прессом летом, а за зиму немножко поднабрал. Так это нормально. Я понимаю, что все сезонно и даже философский. Есть период урожая и засухи. Это нормально абсолютно. Да, я понимаю. Поэтому пытаться быть все время в лучшей форме не нужно. Но прийти в хорошую, потом немного откатить и потом быстро и легко в нее вернуться, это нормально. Это как сделать генуборку, а потом просто не засираться у себя дома. Вот так вот. Ну, объективно поддерживать проще, чем делать заново. Конечно. Профилактика всегда легче, чем лечение. Здесь то же самое. Так, ну, допустим, если мы говорим про белки, да, и про важность белков, да. Понятно, что нужно просто определить, прийти, допустим, к специалисту, определить свою норму. Вот скажи мне, прокомментируй такую штуку. В прошлом году я наспор худел, то есть был такой спор, что за 100 дней я похудею на 25 килограмм. За 100 дней 25 килограмм, то есть где-то 8 килограмм в месяц. Ну, наверное, да. Ну, не так эпично звучит, но по сути так, да. А какая была изначальная масса тела на момент спора? 160. Вот. То есть я похудел на 29. И, то есть выиграл спор. И момент такой, смотри, вот у меня возникло 2 вопроса. Первый вопрос. У меня по калориям получилось радикально снизить калораж приема, чем с тем, что у меня было до этого. То есть, условно говоря, то, что я ел, оно прям было сильно меньше калорийности и было сильно меньше нужной мне нормы в день. Вообще я сталкивался с таким мнением, что нужно минус 10% от необходимой нормы твоей, и ты будешь худеть эффективно. Вот радикальное снижение калорийности, оно прямо пропорционально скорости потери веса? Или это что? Ты понял вопрос? Да, я понял вопрос. Давай издалека. Первое. Понятия о свойствах и отношениях предметов являются относительными. Это закон логики. Поэтому, что такое радикально? Радикально, допустим, я... И что такое норма? Вот смотри так. Норма 2500. Почему она такая? Условно говоря. То есть я немножко разбирался и такой думаю, так, моя норма 2500, я ем 4000. Но теперь я начал есть там 1700. Вот. И является это прямой зависимостью, допустим, если я буду есть 1200, буду ли я быстрее худеть? Вот в чем вопрос. То есть краник я сильно там пережму. Смотри, что касается энергобаланса, тут все опирается в царицу всех наук, которую мы сегодня, даже того не желая, уже много раз поминали, математику. Да. В Бухенвальде... Это твоя сильная сторона, получается. Ну, не зря я закончил мат-класс, да, с отличием. Анна Николаевна хорошо учила. Смотри, в Бухенвальде не было крепышей. Не было такого, что вот я склонен к полноте, у меня широкая кость.
Ну нет и все. Не было даже эндоморфов, знаешь, эта Но теория. в целом время Эндоморфы. тяжелое было. Все-таки это не все-таки, мне кажется, это немножко подмена понятий. Смотри, В целом люди худые ты были в то спросил время. про... Нет, все равно, ты спросил про радикальность, и я тебе дал радикальный пример. Окей, Вот считается. радикальный пример. Считается. Да, это касается не только узников Царством Небесное концлагерей. Ну, человек в лесу потерялся, там живет, кренями питается, его каким находят? Веселым. Веселым. Он рад. Он рад и очень легок. Ему Вот легко. мышная радость получается. Ему легко тоже. на душе, да. Поэтому по общему правилу, Да. Да. энергобаланс прямо пропорционален тому, набираешь ты или нет. Перевожу на русский язык. Если ты ел 2000 калорий, ты худел там одним темпом, будешь есть 1000 калорий, будешь худеть другим темпом. Будет ли он в 2 раза быстрее, не знаю. Я понимаю, да. Но он однозначно будет более быстрый. Да. Но он будет и более вредный, если ты от жесткого минуса ушел в еще более жесткий минус, ты рискуешь худеть в том числе за счет того, за счет чего худеть не нужно. За счет здоровья. Я Да. обобщу. За счет здоровья. Здоровье – это очень обобщенно. Давай так. Вот, допустим, я в весе 150 килограмм. Я решаю стать нормальным человеком, да, и начинаю худеть. Какие прямые угрозы могут быть при стремительном похудении? Что такое стремительное похудение? Ну, скажем так, 10 килограмм в месяц. А весишь 150. Это не стремительное? Сейчас посчитаем от класс. Давай 12, ладно. 7,5... Нет. 7,5% получится, да? 10 Ты килограмм. по индексу? По процентам, да. Нет, это не стремительное. Серьезно? Да, это не То стремительное. есть можно больше? Еще момент, я объясню. Если ты 150 килограмм преимущественно мышечной массы, такое и есть. У меня вот Антон ученик. Нет, ну с ты же присоком. понимаешь, да? Для него это будет Чисто стремительно. интеллект. 150 Для килограмм тебя, чисто учитывая, интеллект. что есть много жидкости, много жира, это не будет стремительным похудением. До 7% еще можно. Но еще момент, о котором я в самом начале говорил, есть индивидуальность. Да. Насколько у тебя уровень здоровья хороший, какие у тебя сейчас гормоны. Ну, естественно, когда избыточная масса тела или ее нехватка, гормоналка будет точно не в порядке. Тут даже можно не ходить к эндокринологу. Это порой излишне. Но, например, насколько у тебя нормально работает ЖКТ? Да. Раз. Насколько у тебя А что значит здоровое... нормально? Ну, у тебя желудок здоровый с кишечником или нет? Вот, ты язвенник, гастритник, Я не знаю, есть понял. такие слова или нет, или нет. Ты нормальное чувство голода приносишь или нет? Психически здоровый или нет? Флегматик или холерик? Ты будешь вспыльчивый и жене там устроишь ад дома, потому что у тебя большие перерывы между приемом пищи. Или большие, не большие, а большие, чем раньше. Большие, да. Или нет? Это же тоже все важно. И я всегда стараюсь от общих рекомендаций перейти к индивидуальному Частным. плану, глядя на человека. Вот, допустим, вот этот парень, да, вот он скажет: шеф, как скажешь, так сделаем. Ну ладно, вот тебе жесткий, быстрый вариант. Но он окей. машина, он машина, в этом да. работает. Он прям мини-купер просто. А я вообще. вот да, такой подснежник. тебе я постараюсь сделать более постепенный темп похудения. Я возьму обратную связь через неделю или через 2. Я посмотрю по твоим замерам, по твоему весу, как он меняется. Я посмотрю по твоему самочувствию. Еще момент. Тренируешься ли ты или просто худеешь? Ну, это очень зал, важно. зал имеется в виду. Если с залом, я выберу более деликатную стратегию. Потому что мне важно, чтобы ты, пусть даже меньшим темпом, но постоянно и комфортно худел. И в долгую, возможно, выиграл. А сколько это вот в месяц, вот, скажем так, щадящее похудение? Сколько это в месяц? 5 килограмм – это щадящее в месяц? Смотря какая масса тела у человека изначально. 150. Да, это нормально. Это нормально. Да, И это 8 нормально. тоже нормально. Смотри, я со 115 худел до 100 за несколько месяцев. Мне, конечно, проще, потому что я У тебя опытный. все работает. Я опытный, да, и я терял где-то кило 200 в неделю. Сколько это получается? Там 4, ну, под 5 кило в месяц. 5 кило. Я как раз слил пятнашку за 3 месяца. Вот 5 я 5 кило терял, да. Но я, с одной стороны, у меня плюс, я опытный, и есть мышечная масса. С другой стороны, я терял в процентах намного больше, чем ты. Для тебя это будет как раз килограмм 8 в месяц. Да. И вот я бы сказал, что около 5% массы тела, да даже уже просто по моему опыту, не в теорию ударяясь, это нормальный темп похудения. Он даже это хороший темп похудения. Не плохой, не отличный, а просто хороший. То есть ты действительно изменил пищевые привычки, ушел в удобоваримый Да. дефицит и скидываешь нормально, при этом ты можешь, в принципе, быть нормально физически активным. Вот как раз мои 5, это так же, как для тебя в 1,5 раза больше масса тела 8-10. сейчас. 8-10, да, абсолютно. Больше точно нет, этот темп потом замедлится, понятно, почему ты становишься меньше. Больше я бы не рекомендовал, но если, например, ты говоришь, что у тебя страдают другие сферы жизни, можно этот темп немножко замедлить, ничего страшного. А если наоборот, ты говоришь: да все классно, я чувствую себя классно, хорошо, стало легче, и, например, темп пошел больше, я, конечно, буду у тебя чаще брать обратную связь,
я начну за тебя переживать. Ну, по крайней мере, звонить, да? Да, да, писать вечером, правда, начнут, все нормально, тренировка пошла хорошо, все хорошо, отлично. Но если ты будешь каждый раз говорить, это будет объективно видно там по видео или при личной встрече, что ты функционируешь классно, и голова думает хорошо, ну окей, значит так ты перестраиваешься. Опять же, мы все индивидуальны. А скажи, пожалуйста, вот, ну, даже так, в широком, более широком плане, да, а вот человек, к примеру, начал худеть. Да. Вот он все, вот он в таком, скажем так, с сильным лишним весом начал худеть. А какие ощущения, симптомы могут быть хорошими такими звоночками, притормозить, проконсультироваться? Что вот человек должен почувствовать в себе? Что он что-то делает не так, или по темпу, или по ну, допустим, вот процедурам. Говорят, быстро, сильно худеть нельзя. Какие симптомы возникают при этом? Что начинает болеть, тянуть, голова, сон, я не знаю, что нарушается? Ну, мы только что с тобой уже примерно очертили для зрителей, что такое быстро, что такое нормально. Да. Ну, чтобы как почувствовать, что ты неправильно делаешь. Если берется критерий темпа, ну, мы про него уже поговорили, если причины брать, слишком быстрый темп. Если берется критерий того, как составлена диета, допустим, не сбалансирована там по БЖУ, по макронутриентам, то, ну, что это может быть? Волосы, кожа, ногти, там, на руках начинает кожа вот здесь лопаться, сушиться, волосы начинают там вылезать или более ломкие. Нехватка какого-то отдельного макронутриента или слишком большой дефицит, вот то, о чем ты спрашивал. Это не болезненные, то есть симптомы. Сейчас это болезненные, Сейчас я дальше перечисляю. Очень серьезная вялость в мышлении или физическом функционировании. Тупит человек, встать не может, сон или слишком тяжелое пробуждение, или слишком тяжелое засыпание, или сонливость постоянная, ничем даже вот тем же кофе не разгоняемая. Это тоже признак того, что что-то не так. Чем уже это вызвано, нужно смотреть по его режиму дня. Да. Или, например, неадекватное чувство голода. Ну, неадекватное, он прямо все, он стоит, хочет есть, ни о чем не думает. Это тоже симптом. Конечно, это тоже симптом. И, как правило, он решается очень просто. Нужно брать продукты, которые насыщают лучше и в которых больше белка. Перечисли парочку. Слушай, если у тебя норма белка высокая, допустим, 2 грамма на килограмм веса тела для худеющего, есть, и при этом ты выбираешь продукты, которые довольно объемные, например, творог обезжиренный, очень сложно уйти прям в жесткий голод. Просто в голод, да. Бывает он эмоциональный, психический. То есть ты привык, что я вкусненькое съел. Вот тебе надо творог съесть, месить его полчаса под сериал. Да. Но, тем не менее, ты потом, когда уже от еды отошел, пошел по своим делам, отвлекся, чувства голода объективного нет. Объективно, это когда ты вот прям, у тебя вот сейчас скоростная езда, ты там участвуешь в Формуле 1, а ты хочешь жрать. Это уже не, это объективно, что ты голодный. Да. А тут ты увлекся, там у тебя какой-то новый проект, ты прям в него ушел или в игру играешь. Тебя уже зовут поесть, а ты понимаешь, что, в принципе, я еще час посижу, потому что я творога очень много поел. Да. Вот если норма белка соблюдена, если на похудении белка много, а, кстати, это важный момент, на похудении его еще больше есть. Да. Если ты подбираешь продукты, которые долго расщепляются, которые сильно насыщают, допустим, источник казина творог, например, обезжиренный творог, или, например, много клетчатки вдогонку к тому, чтобы он нормально переваривался, этот белок, и чтобы было чувство насыщения. Ну, то есть овощи. Для кого-то это будет овсянка, я не люблю ее, я ее плохо переношу. Для меня это овощи. Я всегда худел на постном мясе, большом количестве сочных овощей, обезжиренном твороге, каких-то снеках. Картоху можно? Картоха – прекрасный углевод, который очень сильно насыщает. Я не знаю, почему ее демонизируют. Она менее калорийная, чем крупы, кстати говоря. Если она отварная, запеченная. Я не говорю, которая там кипела в масле. Просто сама вся картошка насыщает прекрасно, насыщает сильнее. Да и я к этому приходил когда давно, даже не читая об этом. Просто я чувствовал, что когда я наемся, допустим, селедки с картофелем, такая классика, я не хочу долго есть. Уже вроде пора ужинать. Да. А я вроде по калориям съел меньше, чем это был бы рис с грудкой. А я как бы еще и сытый. Я потом, когда уже стал этим заниматься профессионально, я просто обнаружил, что калорий в картофеле меньше, чем в крупах. Поэтому почему демонизируют картошку, я не знаю. Это опять же миф фитнеса. Ну, типа крахмал. Ну вот опять же, мы говорили про колени за носки. Вот часто есть тренер, говорит, убирай картошку из рациона и убери сладкое и мучное. И все будет нормально. Да, почему? Ну хорошо, я убрал мучное, убрал сладкое, убрал картошку. И стал жрать жирный творог 9%, литры сметаны, десятки яиц. Еще купил себе не с сахаром, а с фруктозой. Купил себе шоколадки, которые такие же по калорийности. И потом почему-то я или такой же, или еще поправился. На мне там тренер, условно, допустим, там опять же Василий, говорит, что нет, ты просто ешь мучное. Да не ем я мучное, я могу спокойно жирами набрать. Вот я, при всем том, что я пожрать люблю,
И Ну, по умею. тебе не скажешь. Я есть профессионал. Да. Я могу спокойно на безуглеводке уйти в такой плюс, что я буду больше тебя через полгода, поверь. Ну, кстати, вот говоря экспертным голосом, я сейчас тебе скажу, что когда говорят, убери сахар и сразу похудеешь, это полная фигня, Да. потому что я сахар не ем больше года, никакой форме, никакую выпечку, вообще абсолютно ничего. У меня сейчас в жизни нет никакого алкоголя вообще, я сплю нормально. То есть у меня, по сути, я сейчас такой супер правильный режим. Единственное, что я могу вечером поесть, ну, до этого, да, момента. И я просто понимаю, что я тупо перебираю по калориям, и поэтому я Да. вот в такой. Математика, опять же. Математика. Да. То есть вот эти вот крючки, когда говорят, убери мучное и сахар, и ты похудеешь. Это полная чушь вообще. Ты знаешь, я знаю, откуда у этой чуши ноги растут. Фитоняши. В том числе. Ну, вот, два фактора знаю. Первый, который ты говоришь, фитоняши. Девчонки на сушке, они пытаются максимально не только жир убрать, но и воду выгнать. Да. И они убирают те факторы, которые будут давать немного здоровых отеков. Да. Более того, девочка на сцене, там, допустим, которая по бикини выступает, у нее ягодичная сечется и пресс. Она находится в состоянии нездорового отсутствия количества жира. Она слишком худая, Да. она не будет такой, она вышла на сцену, показала, да и мальчик также, она показала себя, просто для девочки это еще более плачевно может казаться по последствиям. Да. Но она выходит на короткий период, показала, что она просушилась и ушла дальше, стала Зажор. нормально становиться. Да. Да. Вот для того, чтобы обезводиться, убрать сахар, конечно же, нужно, и не только его. Но если мы говорим про то, что просто быть, например, там, мужчине с 10% жира, а это вот просто присак, такой, Да. вот, как у модели, как у Да, Дмитрия да. Клокова, можно сахар спокойно есть, у него все равно адекватное количество воды есть. Более того, обезвоженный и обезжиренный – это разные вещи. Да, согласен. И вот ты можешь оставаться с большим количеством жира, но обезвоженным из-за того, что, ну, с меньшим количеством воды, потому что там убрал факторы, способствующие накоплению воды. Но опять же таки, сахар это просто один из видов продукта, который ты потребляешь. И все, он также считается нормально. И там... Ну, слушай, вот тут я тебя немножко остановлю и скажу, что нифига, я с этим не согласен. Потому что, кстати, я вот в интернете очень много смотрел роликов про сахар. И фильм «Сахар» смотрел тоже. Естественно, это все. Я много чего посмотрел. Я не скажу, что я все посмотрел, но много. И я нигде не встретил самый главный симптом, который уходит, когда ты перестаешь есть сахар. Скачки настроения? Нет. А что? Головная боль. Она просто перестает, она отсутствует. Это очень индивидуальный момент. У меня так. Ну, вот, возможно, тебе это залетело. То есть у меня головная боль бывает только в одном случае, когда я положил вместо 2 подушек 3 подушки, Да. передавил себе этот канал, и я просыпаюсь с головной болью. Да. Ну я же себя знаю, вот эти головные боли, когда бывают вечером, после обеда, ну просто голова болит. Смотри, в твоем случае головные боли, вызванные злоупотреблением или употреблением сахара, связаны с тем, что это легло на благодатную почву других расстройств. Усилилось, да? Да. Для здорового человека, если он не перебирает там условно 100 грамм сахара в день, это сейчас, кстати, еще взял много, но Это мало. это сложно еще. ВОЗ 132. На ВОЗ секундочку. врут, На и не секундочку. только в этом. Да. Нет, до 100 грамм сахара это адекватная норма, больше я бы точно не рекомендовал. Там, опять же, есть проблемы, не связанные с весом, а с другими системами организма. Да. Но, тем не менее, вот человек, который не пьет колу литрами, Да. не ест каждый раз десерт после приема пищи, там тортом заедает и так далее, вряд ли столько наберет. Я, когда не ограничиваю себя в питании... Ну, ты же видел фильм «Сахар»? Конечно, Сахар видел. везде. 100 грамм набрать не проблема вообще. Ой, ты сейчас третью тему затронул. Смотри, я когда говорю не демонетировать сахар, это не означает, что не нужно подбирать продукты, в которых нет слишком большого его количества. Или не считать это. Понял. Однозначно, я отказываюсь Согл. от большинства соусов, в которых есть сахар, от большинства консервантов. И в фильме «Сахар» там основная мысль должна быть не что сахар, это вредный продукт, а что просто Его он везде, прячут, и его его нужно... прячут. Да, он есть везде, и его нужно поэтому считать и понимать, что он везде. Да. И чем проще продукт, которым ты питаешься, кстати, один из советов для худеющих, чем проще продукт, которым вы питаетесь, тем легче его посчитать, тем легче быть обманутым в том, что там содержится, и тем легче прийти в Короче, норму своего монопродукты веса. надо использовать, чтобы просто было их считать. Да, ну, допустим, если я взял грудку, там, рис, или там картофель, или селедку, например, или сделал там из домашнего теста с мясом домашним тот же янтык там или чебурек, я, по крайней мере, знаю, что я ем. Да. Я это записал, и я это учел. Да. А если я поливаю, допустим, там картошку или рис каким-то кетчупом непонятного происхождения, в котором дохрена сахара, и запиваю каждый свой прием пищи колой, обычной, не без сахара, то я просто набираю пустые калории, которые я даже не учитываю
а потом удивляюсь, почему у меня вот там где-то прыщики вылез, где-то я там лишнее набираю. Опять же, все уходит в математику, подсчитывай и знай, что ты ешь. Я по этой причине далеко не во всех общепитах ем. Да, потому что я знаю, что, допустим, в этом бургере, в этом мясе есть там скрытое, которое мне не покажут, не скажут. Жиры, сахара. Да. Я знаю, что в этой столовой, в этом десерте, который я могу себе как бы позволить, сахара больше, чем нужно. И не молочный жир, а его заменители. И вот это уже мы коснулись темы культуры питания и подбора мест и источников пищи. В принципе, нужно есть или дома, или в проверенных местах. И лучше я переплачу в 2 раза или в 3, но поем то, что мне нужно, чем потом со временем я гораздо больше отдам на лечение своего здоровья. Да, согласен. Мне часто говорят, что ой, это так дорого питаться, ой, а что мне говядину, что ли, есть? Ну, слушай, ты тратишь, допустим, на кальяны там 15 тысяч в месяц. Это реальная история, не моя, но реальная. Но при этом ты говоришь, что ты вот покупаешь курицу за 500 рублей, а говядину за 700 не можешь купить. Ну, ты дурак. Давай говорить честно. Ты знаешь, ты сейчас просто напомнил мне про одну мысль, которая у меня периодически возникает, да. А у нас буквально физически нам больно купить, там, условно говоря, сразу там 3 килограмма грудки, но мы легко там 3-5 косарей отдаем в кафешке и вообще не понимая, что мы съели. Вот это вот уникальная штука. Слушай, ну вот еще пример такой хороший, я даже по себе его знаю. Ну, допустим, закажу я себе там 3 Филадельфии роллов, да, это будет, там 1200-1500, смотря где брать в Симферополе. Или я пойду в рыбный магазин из дорогих в Новострое, в доме, где я живу, и куплю себе, например, семги малосольные, грамм там 450, а может даже и полкило. И сделаю дома вкуснейших бутеров с вкусным хлебом настоящим. Да. И даже не съем это все. 3 Филадельфии я съем сам. А тут я еще со своей любимой женщиной налупачусь, еще останется там на поесть. Еще будущим детям останется. Ну, типа того. И я к чему? Я к тому, что я отдам денег в лучшем случае, в худшем случае столько же. Да. Но почему-то все говорят, ой, он там красной рыбой питается. Да, вот только ты роллов заказал, где ее, этот самый децл красной рыбы, плюс там еще вместо этого сыра сливочного добавили какой-то там майонез. Да. Вот опять же, надо вот просто это понимать. Интересная штука. Вот я, кстати, тоже своим клиентам это объясняю, кому нужна диета, я им говорю, что вот давай посчитаем. Вот такой, как у нас с тобой разговор, когда происходит, люди начинают понимать, что, а ведь точно, это будет даже на самом деле дешевле есть правильно, если я просто не поленюсь, и схожу на рынок хотя бы, а не закажу домой и еще и переплачу. А как вот компенсировать, все-таки компенсаторная наука, она тоже очень сильная. Как компенсировать желание красиво посидеть с этими роллами домашней хрущевкой, но с семгой? Так, подожди, еще раз. Объясняю. Вот смотри, вот почему люди ходят в ресторан? Потому что там красиво, это статусно, это ты себе говоришь, что я сейчас сижу, вот, допустим, возьмем Ашлама-Сарай, да, вот, например, возьмем Ашламу, да, классное, крутое место. Да. Гора, вода, все, люди, ты в этом находишься, и ты тратишь, допустим, там, на 2 человека там, 3 тысячи, условно говоря, да. Или ты пошел на 700 рублей купил продуктов, условно, сейчас все условно, дома приготовил, но ты же дома как-то, это же неинтересно, скучно, грустно. Понял. Смотри, ты тоже божий дар слышится, не путай. Под все есть свое настроение, свои цели, свои задачи. Да. Я, когда говорю о том, что можно не заказывать роллы, а сделать дома из семги очень много бутербродов, я имею в виду, что не нужно только роллами питаться. То есть не в аскезу, да, ты говоришь, удариться? Конечно, не нужно избегать ресторанов. Тем более, если ты можешь себе позволить, поедь ты в Ашламу-Сарай. Сам-то можно устроиться, да, если или хочется так, красоты. Да, мало доесть за кем-то. Да. Нет, вообще в ресторан, на самом деле, мне кажется, люди ходят для того, чтобы новые вкусы или новую атмосферу получить, новые эмоции. Если человек ходит в ресторан, чтобы поесть пельменей, что-то с ним не так. Ты думаешь? Ну, если в ресторан, не в кафе, вот ресторан, именно в ресторан. А если в ресторан, то я хочу новый вкус попробовать, новые там какие-то нотки кулинарные прочувствовать, или новую атмосферу. Да. То место, о котором мы говорили, вот там тут гора, здесь птицы поют, ну просто мне само по себе комфортно сидится. Да, тут я еще и кофе выпил, еще и там десерт какой-то съел. Да. Это первое. Второе, ты правильно говоришь, ресторан — это случай, когда ты ходишь с другом, с женой, с детьми пойти, проветриться, выгулять себя, это нормально. Да. Более того, если это очень качественная еда в ресторане, и ты можешь себе позволить есть там постоянно, дерзай. Да. У меня есть друзья, которые действительно могут 3 раза в день в Помидоро ездить. Куда? Как называть? Помидоро, на трассе ресторан. Не знаю. На трассе на Объездной?
Да нет, на Лушинской. В общем, в какой-то серьезный ресторан, где интересный повар. Я там не был, но мне интересно по нему рассказывали. И эти друзья питаются там 3-4 в день. Вот прямо он туда катается, как на завтрак, обед, ужин. И ему идеально все готовит, там, выверенный повар, ну, пожалуйста. Да. Это вопрос уже возможностей. Да. Да, но если ты, например, зарабатываешь там, ну, недостаточно для того, чтобы есть в ресторане или в столовой трижды, и хочешь при этом похудеть или набрать, ну, будь добр, начни готовить себе. Или женись удачно, чтобы тебе готовили. Ну, придумай что-нибудь. Да. Но уже способ организовать себе потребление нужного там КБЖУ, это твоя задача, не моя. Да. Я могу даже, ну, сейчас есть такая услуга в Америке, когда приезжает там тренер, с тобой неделю живет и готовит тебе еду, показывая, как это делать. Ну, это шоу больше. Но все равно он потом уезжает, и стоит это дофига. Если ты настолько, ну, ленив, не хочу никого обижать, но так оно есть. Если ты настолько ленив, что ты не хочешь вот во что бы то ни стало заняться своим здоровьем и просто подумать, что ты ешь, и сам начать это делать. Или хотя бы больше зарабатывать. Опять же, хорошо, не хочешь ты готовить, больше зарабатывай, есть в ресторане. Красавчик. Пошел другим путем, я только тебе руку пожму. У меня, видишь, я еще и готовить сам по себе люблю. Я вот последние несколько лет, это у меня медитация. И поесть любишь, и готовить и поесть, и готовить люблю, да. И я могу Но не в ресторане работаешь, я так понимаю. Слава богу, да. Хотя, возможно, повар из меня был хороший, потому что я это делаю с душой. Я люблю приготовить, бывает, вот хочется именно того, что готовлю я, как делаю я. Я не пойду туда в ресторан. Но бывает такое, что я знаю, что я вот пойду именно к этому человеку или к этому, потому что я хочу именно его еды. Я пойду, оставлю ему с удовольствием там чаевые, поблагодарю, пообщаюсь. Ну, допустим, у меня есть друг и повар хороший, Юнус. Ну, мы с ним так, чтобы часто общаемся, но он действительно классно готовит, он погружается до мелочей в процесс. Я с удовольствием прихожу к нему на пиццу, приходил к нему на его мясо. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, ну это как будто бы понятные вещи. Они очевидны, но почему-то Да. многие их игнорируют. Да. Организуй себе правильное питание, как тебе это нравится, там, по ресторанам, дома, смешанная форма. Это уже твое дело. Но просто будь уверен, что ешь столько, сколько нужно, того, чего нужно. Все. Да. Ну, и опять же, старая добрая поговорка. Ты же в бензобак хорошего автомобиля не заливаешь там ослиную мочу с 92-м. Ты заливаешь премиальный бензин. И не жалеешь хороших денег на это. Почему ты в себя не заливаешь премиальный, ну, не запихиваешь премиальный? Ну, есть такая проблема на самом деле. Мы Есть. себя часто не любим так, как любим предметы или других людей. Ну, может быть, недооцениваем просто все это. Важность Или думаем, этих что мест. всегда будет здоровье, как 15 лет, когда все прощалось. Да. То есть есть какое-то недооценение, мне кажется, этих Да, моментов. да. И мы потихоньку будем завершать. И вот есть такой один вопрос у меня. Если, допустим, я решил худеть с силовыми тренировками, да, то есть вот такой, да, подход, стоит ли мне пользоваться услугами нутриционистов? Нутрициологов. Да. Опять же, давай определяться в понятиях. Что такое нутрициолог? Я не знаю. Вот они так называются. Нутрициолог сейчас, ну, я думаю, Специалист легального определения какого-то в законе, я думаю, по нет. клеткам. Хотя я не Специалист знаю, по пусть в клеткам. комментариях напишут, может, есть такое законе, определение легальное. Специалист по питанию, ну, дословно там логос, да, изучать, и nutrition, питание. Специалист по питанию. Но я всегда говорю, что нутрициология, да, как ответвление, наверное, науки диетологии, это лишь одна из ее сфер. Это все равно, что я, например, как по первому образованию, будучи юристом-правоведом, сказал бы, что я там, например, вот семейник. Ну, такие слова мы знаем, в народе они есть, там, автоюрист, говорят, да, это некорректное выражение, но оно есть. Или там по интеллектуальному праву. Но это просто человек, который получил уже специализацию там вторичную, третичную, и в этом разбирается, но имеет, естественно, все равно базовые, фундаментальные, более широкие знания, а вот здесь просто он спец. Да. Или там тоже эндокринолог, он все равно закончил мед, он все равно представление об анатомии имеет, он знает, что есть проблемы, которые в его профиле покажутся, и дальше нужно направить кому-то другому. То есть есть системность мышления и образования. Нутрициология, как, нутрициолог, как специалист, который прошел курсы, там, недельные или месячные, и просто, по сути, разобрался в том, о чем мы сейчас с тобой говорили, где сколько калорий, белков, жиров, углеводов, не является системным специалистом. И не имеет высшего образования, и не мыслит системно. И, конечно, он может быть полезен, но более глубоко проблему, чем мог бы решить его коллега-диетолог, врач, например, или даже тренер, который погрузился так же, как он, волей-неволей, без диплома там, нутрициолога, в эту самую нутрициологию, но при этом еще и в другие науки, а иначе тренером ты не станешь. Все равно ты немножко разбираешься в смежных дисциплинах. Более глубоко, чем тренер или врач, например, нутрициолог, просто нутрициолог, только, не погрузится.
Это буквально верхушка, которая помогать может, но в более ограниченном спектре, чем это был бы более глубокий специалист. Вот так. Понял. Сау, что пришел? Аллах развел. Я думаю, что, скажем так, это немножко непрофильные темы для нашего канала. Но я думаю, что проблемы вообще, ну, мы, скажем так, мы не говорим сейчас про похудение, мы сейчас говорим про то, что нужно вести здоровый образ жизни, быть здоровым, иметь ясность ума, скажем так, тело — это непосредственная основа всего этого. Да, то есть и духовное состояние, и физиологическое состояние. Знаешь, я сейчас чуть даже по-другому перефразирую. Давай, правильно скажи. Да тут дело даже не в правильно. Все-таки основа, в моем понимании, это внутреннее, духовное. Но бывает так, что мы, сами того не понимая, подменяем причину и следствие. И душевные проблемы, например, неуверенность в себе, нелюбовь к себе, лень, отсутствие дисциплины, внутренние прежде всего, приводят к тому, что начинает страдать тело, а потом уже по замкнутому кругу страдает и душа. Это сообщающие сосуды. Да, однозначно, это первое. А второе, вот ты говоришь насчет того, что канал не совсем профильный, да, в плане темы, о которой мы говорили, но если мы говорим про общественную пользу того, чтобы была физическая культура, если мы говорим еще больше сузим, например, там, про культуру питья кофе у крымских татар и про наш этнос, здоровые люди, здоровые популяции дают здоровое потомство. Да. И как следствие наш этнос будет, и вообще в целом люди, и наш этнос будет не угасать, а будет оздоравливаться, размножаться, плодиться, и нас будет больше, и нас будет больше здоровых, и больше умных, и это уже хорошо. А если теперь, наоборот, на ступень выше шагнуть, на более общее, то демографическая проблема будет лучше решаться, потому что не будет проблем с зачатием у больных людей, у кого есть проблемы гормональные, у кого есть проблемы физические. Будет больше возраст дожития, будет больше общения между прадедом или дедом и внуком, потому что прожил дольше, передал мудрость, рассказал, как оно было, меньше способов манипуляций. И можно эту тему вообще развить до того, что банально население страны-то будет лучше, сильнее и умнее, если следить прежде всего за порядком не только в доме, но еще и в душе, да, но еще и снаружи. То есть мы можем от базы прийти к общему, да? Да, от общего к частному, и наоборот это работает. То есть это важный аспект для как тебя лично, так твоей семьи, а семья — ячейка общества, а значит и для общества в целом. И не зря социологи говорят, что если есть виды девиаций вредные, допустим, алкоголизм, то есть еще и девиации полезные, допустим, спорт. Вроде бы поведение не совсем нормальное, да, увлекаться спортом, но столько пользы от него, что оно признано социологами полезной девиацией. Вот так. Понял? Сам. Аллах развел сум, пожалуйста.